Я очень доволен, что я приехал раньше на один день, потому что я прослушал все выступления, презентации. мудро И как было раз просто. мне показалось, что вот то, что ту презентацию, которую я буду делать, она как раз будет связана практически со всеми вот ключевыми выступлениями. Так или иначе, я буду делать отсылы к ним тоже. Да, я работаю и с детьми, и со взрослыми, то есть по основной работе я преподаю несколько предметов разных: биологию, химию, экологию. У нас есть целый год предметов в последнем классе, в 12-м, типа экологии с основами природопользования, environmental science, и психологию, как еще курс по выбору у нас есть. Вот. И со взрослыми я работаю больше для души. Вот сейчас, в частности, консультирую 3 разных школы. Одна из них вот эта Хорошкола, она весьма богата, и 2 в Калужской области, которые, наоборот, на другом конце спектра. Вот. Но я хочу сказать, что вне зависимости, очень часто это у нас у всех учителей, по-моему, во всех странах такая реакция, когда мы видим какой-то новый опыт. Такие: ой, мне бы их деньги, у меня бы вообще были райские кущи. Хотя очень часто докладчик говорит о чем-то, что денег вообще не стоит. Но это любой человек старается, это защитные механизмы, находиться вот в этом гомеостазе и объяснить себе: изменения, они болезненные, так или иначе, даже если это что-то небольшое. Поэтому мы всегда склонны говорить себе: ну, с моими детьми это не пойдет. Дети тоже более-менее везде одинаковые, там есть какие-то, там отличия там в одежде и в чем-то еще, в цвете кожи и так далее, мы увидим, что в детях, в подростках больше общего, чем различного. Там, мне бы эти условия, был бы у меня такой директор, или там работал бы я, и так далее, и так далее. Поэтому все-таки давайте попытаемся какие-то вещи, которые я буду показывать, подумать так с открытым сердцем, а могу ли я это использовать в своей работе. И, скорее всего, вы увидите, что, в общем-то, да, может, с какими-то модификациями, может, с помощью кого-то там, коллеги или кого-то еще, а часто самих детей. Ну вот, начнем мы с такого, да, и поскольку жанр, который мне предложили, называется мастер-класс, то в моем выступлении будет, больше каких-то практических приемов. Часть из них мы проиграем вместе с вами, а часть я просто поделюсь опытом, как вот это там делаю я или там коллеги из других школ, которые я знаю. И одна из таких моих задач, которую я себе поставил, это попытаться чуть больше взаимодействовать с аудиторией. Моя диссертация была по интерактивным методам в экологическом образовании. Вот интеракция — это то, что, в общем, я считаю очень важным. И для меня это будет тоже новое, потому что обычно я провожу разные деловые игры, симуляции и прочее. А вот сейчас я попытаюсь использовать разные цифровые для этого платформы. И вот одна из них называется Plickr. И для этого я попрошу вас сейчас найти себя. Вот каждому из вас будет присвоен такой код. Да? На некоторых я проделал липкие бумажки с вашими именами. В принципе, этого не обязательно, но я подумал, что персонализировать немножечко это будет симпатичнее. Вот вам нужно найти себя, только да, здесь вот стикеры, а здесь здесь просто лежат бумажки, главное, чтобы они... А можно еще вот кому-нибудь? Сашке, дай номер. И есть еще, если ваших имен нет, вы будете просто обратить внимание на ту цифру, вы будете в моих списках Шиндлера просто под номером. Да, вот. Но все, кто зарегистрировался вчера, я внес в свою базу данных. Я потом, в плане информационной безопасности, я потом все сотру, и это никуда не уйдет. То есть все, что я буду предлагать, оно имеет 2 цели. Первое — это как бы иллюстрация какого-то посыла, который я хочу сделать. А второе — это просто методика, которую мы можем использовать в работе с детьми. Итак, часто, когда мы начинаем какой-то урок или занятие, методисты советуют нам начать с чего-то, что называется затравка, по-английски крючок, lesson hook. Что-то, что как бы повысит интерес учащихся к теме и так далее, и так далее. Ну вот я тоже решил такую сделать как бы затравку с одной стороны, а с другой стороны дальше это поможет нам продвинуться к неким выводам, которые я хотел бы предложить вам. Вот у нас есть некая картинка, и вам нужно будет, у нас будет таких 3, попытаться предположить, что за помещение изображено на картинке. Значит, и дальше мы будем... Так, пока не нужно объявлять, что вы думаете. Вам нужно будет проголосовать за один из 4 вариантов. Вот эта система, которую мы будем использовать, и которую, в принципе, можно использовать с детьми на конференциях и так далее, мы будем голосовать с использованием вот этого кода. Это так называемый двухмерный код. Если вы обратите внимание, давайте теперь его исследуем. Картинку мы уже посмотрели.
У него есть 4 стороны, как у любого квадрата, и они обозначены цифрами А, Б, С и Д. Сейчас мы перейдем в другую программу. Вот эту штуку, в принципе, которую я буду использовать, можно включить в PowerPoint, если вы делаете презентации, но более последних версий. Здесь стоит предыдущая версия, поэтому мы зашли отдельно на сайт. Да, здесь 4 варианта. Это аптека, банк, скобяная лавка, где, насколько я понимаю, продают всякие металлические чудеса, или лавка старьевщика, типа вот всякие старые вещи, second-hand. Определите, что вы думаете это такое. Если вы считаете, что это аптека, поверните, пожалуйста, держите код так, чтобы была сторона А. Если вы считаете, что это офис банка, держите код так, чтобы сверху была буковка Б. Вот это да, это слишком сложно. Дальше, что собираюсь сделать я? И в этом, мне кажется, прелесть вот этой программы. Если у вас есть смартфон с камерой или iPad, Время на эту картинку дается или нет? что это такое? Здесь написано, вот эта картинка, стоят 2 человека, тут какие-то тут весы, Сколько сзади времени какие-то. можно разглядывать? Времени вы можете раскладывать сколько хотите. Главное, мне будет интересно ваше мнение класса. Итак, определитесь, пожалуйста. Опция А – это аптека, опция Б – это банк, опция С – это скобяная лавка, где продают всякие железные Павел, чудеса. в нашей жизни, в школах, Единственное- мы это вообще все будем рисовать сами, ручкой А, Б, и перерисуют, дети Нет, перерисуют обратите, ручкой. с методической точки зрения, все, что вам нужно, это один только раз распечатать. Они не уникальны для вопросов, они уникальны для детей. То есть ребенок может целый год сидеть с этой карточкой. И нужно, чтобы хотя бы у одного ребенка, это в смысле или у вас, была некая камера. Что я сейчас, вы должны это обратить ко мне. И что должна сделать моя камера, она довольно-таки быстро превращается. Боже. Превращаются. Нет, ко мне, к нему лицом. У тебя ты тоже мать. Вот это. Только той стороной, которая... Подождите. Во-первых, уберите свои желтые штуки, коллеги. Ну да, зачем они вам? В принципе, да, пожалуйста, нацельте на мою. Вот у меня на экране появляются ваши имена к вопросу о рекламе. Ага. Он уже нас завел. И все, если все узнаны, вот вы. Вот он доказал, что А у вас просто номер, да? как Я вас не. Мгм. И теперь мы можем перейти правильный ответ, да? Обалдеть. в. Чем? Я тоже думаю, это или Вот у меня появляются ваши имена, Кто ответил правильно? и я могу посмотреть, сколько человек ответило, какие опции. Подожди, а программу ты, кого? Миша, Программу мы скачиваем. Миша, ты разберешься? Нет, Миш, подожди, программу, ну просто нет, ну Читать, да? нет, потому что нет, ну нам же можно... 7 человек считают, что это банк, 4 человека, что это аптека, 5 человек, что это скобяная лавка, и 2 человека, что лавка старьевщика. Да. А ответ правильный? Сейчас вернемся к этому. Давайте сначала я вам задам второй вопрос. Интригу буду держать. Интереснее все же объекты не так, как надо. Дальше. Ну вот тогда. Вот тут большое количество дам, это все из конец 19 века, все фотографии. Вот они тут что-то стоят и что-то смотрят. Рассмотрели ли фотографию? Пожалуйста, определитесь с вариантом ответа. Со всех сторон. Вот у меня на экране быстренько появляются фамилии. Даже если в поле зрения попадается один и тот же человек несколько раз, это все фиксируется. Надо было посмотреть, ну третий раз посмотрим. И да, давайте посмотрим, какие же у нас правильные здесь, какие же у нас ответы были. Популярные ответы у нас это телефонный коммутатор и чертежное бюро. Что это такое на самом деле, знаете ли вы? Это так выглядело то, что сейчас занимает вот такой небольшой ящичек, компьютер. Это раньше, когда вы куда-то звонили, если вы помните, в некоторых фильмах Ленин звонит, там, барышня, дайте мне тащить Троцкого. Это вот физически кто-то должен был соединить проводки с номерами. То есть один номер, другой номер, и на работу брали именно женщину, у которой был максимальный размах рук. Это экономило место, там одна женщина с большим размахом рук заменяла 3 миниатюрных, поэтому это телефонный коммутатор, да. А первый он не хочет сказать. А первый это был банк, офис банка. Обратите внимание,
Многие пролетели. Потому что весы, то есть золото. Взвешиваешь же что-то. Ну и могла быть аптека, да? Вот это место, пожалуйста, не знаю, угадаете ли вы, что это или нет. Посмотрели ли вы, определились вот с этим подожди, а что помещением? там есть, Это помещение старше, чем те две предыдущие. Две предыдущие это был конец 19 века. Это помещение порядка 1820-х, наверное, годов. Какие у нас тут есть варианты? Да, покажите нам опции. Зал Академии, Пожалуйста, театр, варианты. Парткома, школа. Это зал Академии наук, это театр, зал заседаний парткома или... Так, держите, пожалуйста. Паша, ну начал что-то делать. Тоже видно. Там он просто показывает, кто уже был Отойдите, определен. пожалуйста. Идите посмотрите, Паша, Саша. Смотри, тын-тын-тын, это уже проголосовавшие. Чего-то. Ага. Вот мы видим, что за исключением видим людей, которые... Если здесь кто-то, кто присутствует, но проголосовал, его не сканировали. Нет, все значит нормально. Здесь просто есть имена. А... Да-да, их уже убрали просто. Ага. И Это не можно присутствующие. посмотреть график. А, вот. Академия наук, школа. Зал Академии наук, школа, театр никто не выбрал, один человек выбрал зал парткома 820-х годов. А, Это школа, это конкретная школа, здесь учился Александр наш Сергеевич Пушкин. Это лицей. Есть же картины, которые А в используются смысле, конкретно вот это людям, кто правильно ответил, кто неправильно? Вы можете задать там опции, вы можете задать, важно ли вам, чтобы вам потом программа показала, что ребенок ответил правильно или неправильно, или вы можете делать, как я, вот сейчас в режиме опроса, да? То есть нам было просто интересно, сколько людей считают какие варианты. Когда вы создаете, вы можете это сделать как тест из 10 вопросов, например, просто тест, да? И быстренько детей сканировать, и у вас в итоге тут же появится сколько там, например, каждый ребенок ответил из 10 вопросов, насколько правильно, да? И мы еще к этому вернемся, потому что очень часто вот эта обратная связь, которую мы даем детям, формальная, занимает очень много времени. Там, через 2 недели мы раздали эти контрольные, детям уже не интересно, что они там. Нам интересно это все тут же, как и дети. Если дети получают быструю обратную связь, но это я забегаю вперед. Я не только хотел вам показать этот инструмент, я хотел сделать такой как бы посыл этим, что очень многие вещи в мире за там 100 лет изменились довольно-таки сильно. Мне, честно говоря, не пришло бы в голову, что это банк. Да. Вот эти весы, ну, там золото, да. Я скорее бы подумал, что это аптека, старевщик. Очень мало, если мы не знакомы с историей вопроса, мало кому придет в голову, что это там даже не компьютер, а телефонная станция, которая теперь, может быть, вот такого размера бы была. Но некоторые места за 100 лет изменились очень мало. Сейчас возвращаюсь. Школа, да? И одно из них это школа. То есть вот, да, сейчас вместо вот этой черной доски во многих школах висят интерактивные доски. Но если человек из 150 лет назад зайдет в школу, у него не будет никаких сомнений, даже если там не будет детей в это время. Потому что он увидит вот эти вот ряды парт, как правило, какую-то зону спереди, где прыгает, значит, шоумен под названием учитель, и тыкает раньше в черную доску, теперь в белую. Теперь доска светится, но суть обучения изменилась очень мало. Мы учим детей 21 века методами века 19, а то и, может, 18, там, историки, педагогики нам скажут, когда там все это придумали. И чем дальше мы живем, тем парадоксальнее становится этот разрыв. Мы сами люди в основном 20 века, да, учим жителей 21 века теми методами, которые мы где-то и сами подозреваем, не очень работают, но по каким-то причинам мы это делаем. Вот, как раз вот Андрей Владимирович затронул сегодня эту тему, что сегодня дети другие, они учатся по-другому, у них другие совершенно запросы. Ну, студенты и школьники то же самое. Этих детей мы, ну, сейчас там разные есть варианты, их называют поколение Z. Да? Для кого мы делаем вот эту нашу безопасную образовательную среду? Это вот еще один контекст, который я бы хотел задать. Первое, что мы находимся в поиске методов построения образовательной среды, которая будет более адекватна современным реалиям. Не 19 веку, а все-таки 21-му. Второе, вот что я хотел бы, позицию, которую я хотел бы использовать в своих рассуждениях,
это то, а для кого мы эту среду строим, да? У нас есть какие-то свои представления, вот добротненько, хорошо, чистенько, так вот евроремонтик сделан, стендик висит, там прибиты в красивых пластиковых, это уже 3 года висят какие-то там учредительные документы, отличница какая-нибудь с позапрошлого года, все вроде хорошо, соблюдено. Но попробуем посмотреть на это в том числе глазами детей, для которых мы это все создаем. Про это много сейчас написано, это сейчас модная тема, поколение Z. В целом, это поколение, это первое поколение, которое с его фактически рождения купается в цифровом мире. Это то, что называется цифровые нативисты, цифровые, в общем, рожденные в цифровое время. А мы — это как бы цифровые иммигранты. Мы вроде это все используем, вы видите даже по мне, что это такая, какая кнопка, чего тут, куда сунуть. Вот. И это отчасти потому, что я испорчен, я все это отдаю своим детям, если там нужно, они это все... В общем, я говорю идею, они используют технологии. Ну вот, оно постлинейно, то есть они живут в том море, во-первых, в море информации, во-вторых, море информации, которое связано с гиперссылками. Мы кликаем вот на это голубое слово, да, и оно нам покажет, давайте ради интереса посмотрим, оно нам покажет, что такое гиперссылка. Потом, читая, что такое гиперссылка, я могу заинтересоваться каким-то еще словом, в котором тоже есть гиперссылка. И что-то, может быть, меня зацепит, и я пойду. То есть у меня нет одной линейной, как, например, в учебнике, да, которому все время так до сих пор уделяем так много внимания очень, может быть, даже и больше, чем они этого заслуживают. Все это нелинейно. Оно, вот этот цифровой мир информации, он дает детям вот эти все маршруты, и мы сами знаем, те, кто этим пользуется, что иногда через полчаса вот этого зависания в интернете мы оказываемся в каких-то очень странных местах. Это не обязательно порнография, да, но часто это бывает как-то что-то очень интересное, но я если не планировал к этому прийти. То есть наши ученики, они привыкли к тому, что информация нелинейна, она более отрывочная. В этом есть свои плюсы, в этом есть свои минусы. Нам это может нравиться, нам это может не нравиться. Но это, ну, как бы реалии группы. Мы можем расстраиваться, что там сегодня снег, там у нас за окном и холодно, я рассчитывал, что здесь будет плюс 20. Ну, приехал посмотреть на снег. Но это ничего не меняет в плане снега. Они как бы постграмотны, тоже такой модненький термин. То есть у этих детей сложность с погружением в сложные тексты. Они привыкли вот к этим, то, что называется клиповое мышление, да, вот коротким отрезком текстов. Желательно, чтобы они несли эмоциональную нагрузку, чтобы они были визуальны, метафоричны, то есть прямая информация, она, вот то, что там конкретно написано в маленьком тексте, это некая иллюстрация к чему-то еще, что имелось в виду. Опять же, мне лично, как учителю, от этого возникают какие-то сложности. Я помню, когда я начинал преподавать в начале 2000-х курс продвинутой биологии, до сих пор у нас вот такой толстый учебник, мы его там меняем каждые 5 лет, но он толстенный, огромный. Это вот начальный университетский курс, который там для старшеклассников есть. У меня были девочки, там кто-то из Германии, кто-то из Кореи, английский для них был не родной. В моей школе преподавания на английском. Но в целом я мог отослать их к главе учебника, а иногда даже сказать, ну почитай в учебнике. И там через несколько дней дети придут и скажут, ну в целом мы это все поняли, но вот здесь вот разъясните, пожалуйста. Сейчас это просто было бы глупо. Даже те дети, для которых английский родной, я им говорю, почитайте там вот эту главку, как там реплицируется ДНК. Через 3 дня я спрашиваю эту девушку, говорю, ну как ты там? Да, я на 2-м абзаце, все очень так сложно. Вот, то есть, и это не конкретно одна девочка там из 2002 и другая из, сколько еще было, 2018. А это вот я вижу, что это в этом тенденции. Детям сложнее переваривать сложно организованный текст. Они предпочитают вот эти вот все мемы, клипы и так далее. Опять же, это некое явление. Оно нам может не нравиться, но это жизнь. Мы вряд ли ее переменим, если честно, да? И также и постлогично. То есть для обучения, для детей это не только усвоение вот этого вот процесса логического мышления и так далее. Это какой-то социальный опыт, это какое-то взаимодействие, это что-то творческое. И, соответственно, если мы будем это учитывать в организации того, как мы работаем с детьми, может быть, мы добьемся лучших результатов. Дальше и третья позиция, на которой я хотел бы выстроить свой вот так называемый мастер-класс,
это вот, как же мы будем выстраивать приоритеты? Мы собираемся делать эффективную образовательную среду, которая безопасна, но которая, поскольку мы это делаем в школах, а не просто там, ведь важно, чтобы в гипермаркете была безопасная среда и там на улице, мы фокусируемся на школах. И подразумевается, что она у нас не только просто комфортно, безопасна для тела ребенка, но и каким-то образом полезна и для его разума, и для его общего развития. Безопасность звучит вот, да, я хотел выбрать какую-то вот как бы идею рамочную для нашей дальнейшей работы. Я подумал, что здесь будет хороша структура потребностей человека по Маслоу. Известный американский психолог-гуманист, как раз вот у нас звучал Франкл вчера. Не уверен, что Маслоу из одной с ним школы, но где-то, наверное, близко. Не, ну если считать, что он Иван Маслов где-то был. Ну, он, по-моему, из Белоруссии был. Ну да. Из Я просто думаю, что он из белорусских нашего евреев, мира, а что-то все его такое. считают из нашего мира, да? Ну да. Я прошу прощения, да. Да, но, как и Франкл, развеселый человек, несмотря на сложную жизнь. Да, говорят, хороший, да. И, да, ну позитивный такой, не мрачный, как Фрейд. В общем, он создал вот эту известную концепцию, она неизвестна до какой степени выведена эмпирически, но тоже является красивой метафорой для нас, для жителей 21 века. Важно, чтобы была красивая какая-нибудь картинка. Что я вас сейчас попрошу сделать? Вот здесь элементы его так называемой иерархии потребностей представлены, я их немножко перемешал. И я попросил бы вас, если бы я работал с детьми или бы у нас было больше времени, я бы раздал вам бумажки с разрезанными вот этими кусочками и попросил бы вас выстроить их от наиболее фундаментальных к более высокого уровня потребностей. Одна из главных идей Маслоу была в том, что не удовлетворив какие-то более базовые фундаментальные потребности, среднестатистическому человеку сложнее двигаться к потребностям более высокого уровня. И тому есть и контрпримеры, но в целом вот для большинства людей, грубо говоря, мне сложно думать о высоком, если у меня урчит в желудке. Да? Ну, я уже таким образом подсказал, что одно может быть выше другого. Пожалуйста, попробуйте выстроить вот эти, сколько их у нас тут, 7 разных потребностей вот в иерархию, от наиболее фундаментальных и базовых к более высоким, удовлетворение которых менее возможно, если не удовлетворены более фундаментальные. Понятно ли задание, коллеги? Пожалуйста, поработайте в парах. Обучение — это социальный опыт, поэтому очень важно, чтобы мы взаимодействовали и организовывали взаимодействие наших учащихся. Прямо давайте вот вас разобьем в пары, вот так вот. Какие из этих потребностей наиболее базовые, фундаментальные, мы ставим их вниз и дальше двигаемся выше. Да, ну, да, у Маслоу в итоге он предложил вот такую вот пирамиду. Что из этого, коллеги, вы бы поставили в основание пирамиды, то есть наиболее базовые, фундаментальные? Они поставили любовь. Без любви есть не хочется. И пить не А меня бывает наоборот. и есть не хочется. Вопрос, творог ли хлорка с милой? Бетяновой, она в самом конце. Это то, о чем вчера говорил Владимир, что человек биологического вида, от этого мы не Дальше. Потребность в безопасности. Да, вторая. Дальше третья. Любовь, потребность в любви. И вот дальше у нас уже идет что-то с любовью, может быть что-то с познавательной. Но познавательная потребность. здесь у меня есть Привязанность. правильный ответ. 7. Изначально Маслоу, если я не ошибаюсь, делал свою пирамиду в районе 5 уровень, потом ее стали структурировать, там как всегда кто-то дорабатывает, улучшает. Но можно спорить, например, об эстетике и познавательной, тут, наверное, была какая-то идея за этим стояла. Но нам важно, что вот это сама фундаментальная идея, что вряд ли можно с милым там, или от любви и прочее, но в целом трудно представить, что человек будет очень эффективно учиться в большинстве случаев, если, грубо говоря, он голодный. Да? Или там он может быть не голодный, но у него состояние стресса. Мы знаем, что там в состоянии стресса, опасности мозг просто переключает приоритеты и отключает все ненужные вещи. Для нашего мозга большая часть информации, которую человек получает в школе, она наименее важна по сравнению с какими-то другими вещами, там, если, например, возникает стресс.
И мы будем ориентироваться вот на эту вот иерархию физиологической потребности, потребности безопасности, о которой мы и говорим. Потребность в принадлежности к группе — это третье, что Маслоу считал фундаментальным. То есть я чувствую, что я не одинокий, человек — это социальный вид, возвращаясь к комментарию Владимира вчера. И, соответственно, потребность в принадлежности, в ощущении того, что я часть какого-то коллектива, какой-то группы, она следующая практически так же важна, как и потребность в безопасности. Я не буду себя чувствовать безопасным, если я одинок, если я не чувствую, что я — это часть какой-то группы. И для подростков, кстати говоря, эта потребность, что там мало, слава богу, по крайней мере в наших странах, если не в России, там голодает детей, в других странах это тоже проблема. Поэтому безопасность и потребность в принадлежности к группе для них наиболее актуальна. То есть вот эта вся вот вещь, там, как я одеваюсь, это, по сути, если мы подумаем, что, как правило, вот это самовыражение, оно, с одной стороны, это поиск индивидуальности, с другой стороны, как правило, мы видим, что этот поиск индивидуальности заканчивается тем, что все были довольно-таки одинаковые. Сейчас тут могут быть потолки. Я показываю, что я принадлежу какой-то группе. Это проявление моих потребностей. И я вот постараюсь выстроить наше дальнейшее обсуждение, ориентируясь вот на эту пирамиду. Ну, наверное, нет смысла затрагивать особо самый нижний уровень, физиологический. Единственное, что иногда забывается в школах, это вот эта потребность в воде. Когда я читал какое-то исследование, что наш мозг теряет нужную концентрацию влажности быстрее, чем мы понимаем, что мы хотим пить. Вот, то есть, как правило, мы такие: ой, я совсем уже хочу пить, все, надо идти. У меня вот в такой момент, если забываю попить, заболевает голова, уже бесполезно, может хоть 5 литров выпить воды, все равно она будет болеть, пока я таблетку не съем. Но вот небольшое понижение вот этой вот, что ли, влажности в голове, еще до того, как я понимаю, что мне надо непременно встать и во что бы то ни встало, там, чтобы не сколочить и пойти и там, выпить воды, оно уже приводит к снижению некоторых функций интеллектуальных, там, запоминания, восприятия, остроты и так далее, и так далее. То есть, как минимум, здесь то, что для школ, наверное, актуально, ну, понятно, что дети не должны приходить голодными, но то, что где-то в доступности шага у ребенка должна быть вода, и там многие учителя разрешают в моей школе приходить на урок с бутылками воды, вот, или там ходить и наполнять ее. Я все-таки думаю, что нам есть смысл перейти на второй уровень, это безопасность. Вот здесь вот эта часть моей презентации будет очень хорошо связана с предыдущими докладчиками. Что дает нам ощущение психологической безопасности в школе? Я хотел бы показать вам еще один инструмент сбора мнений или обратной связи от класса. И для этого мы будем использовать еще один инструмент, который называется, не знаю, сейчас скажу, Mentimeter, нет, он называется Poll Everywhere. Ссылки будут в моей презентации. Только, к сожалению, он не перешел на этот экран, но вам нужно будет найти смартфон. И перед тем, как вы что-то сделаете со своим смартфоном, пожалуйста, сформулируйте ответ в 1 или 2 слова на этот вопрос. Вот как бы вы в 1 или 2 словах ответили на этот вопрос? Вот вы приходите в школу, какая характеристика среды, любая? Сейчас, я прошу прощения за маленькую техническую заминку. Вот в этом как раз ситуация, что оно должно быть все отлажено. Так, иначе это будет постоянно вот такой цикл неудач. Ну не тебе, Паша, это не к тебе. Я просто говорю, что нет, в этом проблема. Ты более отлажен. У меня, извините, я пока вот Паша рассказывает, я просто когда лекции вот тоже начал читать в этом университете, тоже по этим. И это бесконечно. Вот по электронной лекции, да, мы стали читать вот с этой доской. Количество технических деталей, которые ты должен решать по ходу, да, то есть, например, меня сбивает. И я сказал, что поставьте мне уже человека, который, потому что я не могу и двигаться, ну могу, но да, и ты уже сходишь с ума, и они сходят с ума, то есть как бы вот это вот тут должна быть все-таки система отлажена, то есть я так понимаю, что то есть если ты зашел раз, и у тебя все уже оно само за тебя все делает, а если ты должен, ну так не бывает. Вот в этом ну пробовать стоит, вот я видите, решил попробовать тут и вот.
тем вот не опять менее, же- большинство учителей, кто имеет интерактивные доски или кто На интерактивных работает досках это вообще, наверное, с хорошо, презентациями, они все это делают сами на уроках, к сожалению. Тоже И пока да, новое учительница по ВВТ прибежит и настроит тебе там чего-то, если вдруг влюбилась. А если это на открытом уроке еще перед комиссией, да, это очень часто Форс-мажор, Да. машины. Итак, коллеги, если вы уже ответили на этот вопрос, я попрошу вас пройти вот по такой ссылке. И там появится окошко, куда вы, я попрошу вас впечатать это слово. То есть это polev.com. И дальше косая черта. Павел Кирилло. Да, я понимаю. 868. И написать слово. Ну, в любом браузере. Мы просто сошлем текст. Имя свое. Дальше там появится строчка, где вы можете вписать свое имя. Нажмите на Continue или продолжите, если у вас рутифицировано это. И появится маленькое окошко, где я попрошу вас вписать свою фразу, одну или две. Получилось? Хочется верить, что да. Что происходит у меня и что происходило бы на экране? Здесь, как только люди подают слова, вот у меня пока только два, здесь появляется облако тегов, так называемое, то есть очень симпатичный способ визуализировать то, что думают участники. Сразу, да? Мгм. Страница не найдена. А может безопасность должны, да, характеризовать? Ответить вот на тот вопрос, который там был. Я поставила. Одно-два слова. Параллельно, если бы вот эта версия поддерживалась, здесь в PowerPoint, вот что у меня появляется. Чем более крупное слово, чем чаще его выбирают люди, тем более оно крупное. Видели, да, такое вот это облако слов? Да, комфорт у нас лидирует, но этот второй инструмент, он тоже может быть либо отдельно использован, либо как часть PowerPoint. Он не обязательно генерирует только облако слов. Он дает вам разные другие варианты. Вы можете собирать конкретные ответы, мы это еще посмотрим и прочее. Я делал, пока коллеги заканчивают, у меня девочка по психологии в курсе по выбору, там в конце нужно делать некую исследовательскую работу, и она интервьюировала одноклассников по поводу их самоощущения в школе по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам, и делала облака слов. И очень интересные возникли закономерности. А вот это кто делает? Оно само собрало? Оно делает само, оно можно интегрирует. Безопасность сможешь поставить? Для этого кто-то должен написать. Вот попроси Андрей Владимирович. Пашенька, два слова про статью скажи, Да, расскажи. ну просто мы брали, у нас моя жена организовала в водоканале нашем детский экологический центр. Вот Кстати, у него я есть можно вам книжка. отправлю вот здесь эта Корякина книжка вот эта. Можно я вам по партам пущу, только вы верните мне, если честно, ладно? Пока Павел Да, здесь. вот этот детский экологический центр, он оказался настолько популярный, что там приезжали другие там директора водоканалов, и мы в итоге сделали с ней книжку на эту тему. Любите же вы, знаете, эти конкурсы рисунков, конкурсы сказок. Вот они уже на автомате шлепаются везде и каждый год. И мы решили взять, попробовать использовать как информацию, что дети думают об экологических проблемах через сказки. И мы провели контент-анализ. Похожую работу мы делали с тезисами конференции по образованию для устойчивого развития. За 10 лет их взяли и смотрели, какой контент, как он изменяется в... Вот специалисты говорят об образовании для устойчивого развития. Это другая была программа и другое исследование, тоже оно есть в интернете. И выяснилось, что за 10 лет понимание образования для устойчивого развития не сильно продвинулось в нашей стране. Это мы делали вот как по сказкам, похоже, но на базе тезисов зеленого креста. Я не видел. У меня есть. Да? Давай, Ну, это так, к слову, что это... Сказки я нашел. Почему я вам это показываю? Я вам сейчас это не для сказок показал, а просто как еще один инструмент, с одной стороны, с другой стороны. Вот для нас психологическую безопасность в школе дает ощущение комфорта. Интересный вариант. Что еще мы как аудитория? Атмосфера, ощущения, отношения. Много было сказано о комфорте. Я в плане, вот мы на втором этапе уровне пирамиды, я просто в качестве как бы каких-то идей практических
хотел отнестись вот к этим двум моментам. Очень часто, особенно для детей, ощущение вот такой комфорта и безопасности создается в том числе потому, что эта среда предсказуема для меня. Здесь в плане образования возникает вот такой вот парадокс небольшой, что она не должна быть настолько предсказуемой, что она монотонная, и она уже вот... Я 10 лет прихожу в этот класс русского языка, и на меня смотрит этот с укором немым портрет Толстого. А там пылится одна и та же книжка учительницы, которая никак... и так далее, да? То есть вот не должно быть монотонности, но среда должна давать ребенку, и чем младше дети, тем это важнее. Вот это вот предсказуемость. У меня есть... Я знаю, что ожидать от моей образовательной среды. Я знаю, что произойдет, когда я войду в школу. Я знаю, что и так далее. Ну, у нас это звонки, много того, что расписание школьное, которое фиксировано на год. В принципе, это задает. Но и на уровне класса мы можем привнести что-то такое, о чем я об этом вскоре скажу, что может дать это ощущение предсказуемости, которое дает ощущение комфорта. И дальше еще одна вещь, на которой я хотел остановиться, просто потому, не то, что она важнее, чем, например, что-то там еще, о чем мы говорили. Просто это то, что мы часто упускаем, но с другой стороны, то, что мы можем использовать. Это среда, которая дает возможность канализовать энергию детей, которые, как правило, у них достаточно, вот в здоровое русло. Не в разрушение. Очень часто многие проблемы, которые выливаются в небезопасность, они из-за того, что у детей от природы много энергии, мы их помещаем в среду, которая не предназначена для того, чтобы эта энергия была потрачена должным образом. Если даже мы посмотрим телевизор, 1 сентября, у нас всегда новости по всем каналам, типа начались уроки в 80 тысячах школах России, это там Путин посетил эту школу, Медведев другую школу, и всегда показывают такой архетип, что такое хорошая школа. Всегда дети сидят в этих накрахмаленных чудесах, значит, по стойке смирно, учительница что-то там вот так вот тычет в доску, и дети, как роботы, поднимают руку, значит, вот это вот как бы как у нас до сих пор видится школа хорошая, да? И, соответственно, вот это все сидение по стойке смирно 40 минут. Дальше там дети, наконец, там прозвенел звонок, они бегут в эти рекреации, тут у нас... И это правильно, потому что, конечно, они там могут в стену врезаться в друг друга, то есть, с одной стороны, понятно. Но, с другой стороны, если подумать, вот, как бы посмотреть на это глазами ребенка, где я потрачу свою энергию? На уроке я сижу. В коридоре я должен прогуливаться, тут лестница подъема, там лестница спуска, а здесь еще патруль стоит зеленый и, значит, не дает мне там побежать. То есть это тоже проблема, как бы нам это все использовать так, чтобы эта энергия выплескивалась каким-то образом. Детям что-то интересно трогать, что-то хватать, что-то разбирать. Это естественная потребность. Вместо того, чтобы постоянно работать против этой потребности, мы могли бы подумать, и это, наверное, займет примерно столько же усилий, куда мы эту можем энергию направить продуктивно. И это несколько штрихов в порядке мастер-класса. Я не говорю, что каждый, что это обязательно, но это вот то, что учителя в других школах используют в плане, вот, например, создания более предсказуемой среды. Сейчас это тоже очень популярно. Вот в Карашколе, с которой мы работаем в Москве, там этим они очень сильно озаботились. Некий стандарт, так называемый, некрасиво звучит, это из бизнеса, их можно придумать другое название по-русски, более благозвучное. Стандартные операционные процедуры. Что делать, если я хочу в туалет, а сейчас у нас контрольный? Ну, это какая-то, может быть, мелочь. Или что делать, если я забыл тетрадку? В обычной ситуации это все завязано на учителя. Это может вызывать стресс у детей, которые стесняются спросить учителя. Что делать, если я не понимаю? Все работают над какими-то математическими упражнениями, а я застрял. Что делать? Вместе с ребенком мы вырабатываем вот такие вот стандартные операционные процедуры, они вывешиваются где-то в классе, и вместо того, чтобы быть завязанным на учителя, зависимым от учителя, что в итоге приводит к общей вот этой вот снижению инициативности и постоянно, это называется синдром выученной беспомощности, когда я каждый раз я настолько не в силу принять свое решение, потому что вдруг я сделаю неправильное решение, меня за это накажут в итоге, да? Что каждую мелочь, а можно, а что делать и так далее. Мы создаем это вместе с детьми, и каждый раз, когда ребенок что-то спрашивает, мы говорим, а что подумать? Что мы с тобой собирались сделать в этом случае? Это создает некий более такой деловой, что ли, настрой у ребенка, с одной стороны. С другой стороны, ощущение безопасности. Я знаю, я делаю все вот так, мы это вместе согласовали, мы это выработали вместе, соответственно... Да. Ну, лучше это не называть правилом, потому что правило — это рамки, а здесь идея в том, что это действие. Если у меня вот такая ситуация, я двигаю сюда, как алгоритм. Смотрите, коллеги, извини, да, вот basic event, if, then go to. Если, вот, then, да.
У Макса Так, ну ладно, здесь просто был такой ролик, там, если вы знаете теорию Большого Взрыва, там вот есть такой странный персонаж Шелдон, и Нет. он там для своих двух друзей, я тоже небольшой фанат, но дети у меня очень любят. Вот. А? Макса спроси. Мак- Он вот это. монотонный А есть стал это? как-то вот Переходи своих к несколько Максу, серий что уже. это? Переходи, конечно, такая Ну, проблема. не суть. В общем, он там создавал огромный Позвони, алгоритм, как спроси. приобретать друзей. Вот. Именно это хорошая иллюстрация вот к тому, как с детьми можно было бы сделать вот эти планы. Опять же, Кстати, это Паш, не а только как работа на создавать наши алгоритм? образовательные цели, а? А как создавать алгоритм? То есть вот ты просто с ним заходишь? Нет, я вот смотри, Например, вот... чтобы мы в аудитории могли это сделать, но не с детьми, а с учителями Да, мы если могли бы это вот, было да. правильно, то есть как тренинг, Не, ну ты я бы бы- это не стал вещать, а тоже создал бы какой-нибудь с коллегами... Ты завтра можешь это провести. Я думаю, что... ну, давайте вот так просто обрисуем. То есть Обрисуй. идея в том, что А мы заберем это, дети да, да. появляются в хорошколе, мы прямо потратили на это 2 дня, первые 2 дня, вот как дети появились в школе. Потому что там параллельно вводится очень много других инноваций в образовательный процесс, и мы боялись, что у детей не будет ощущения безопасности, потому что когда ты приходишь в школу, ты знаешь, в принципе, сейчас у меня будет учебник, там сейчас учиться попрыгать перед доской, вот я что-то там запишу, потом дома вызубрю, а тут вот ребенок приходит, и все другое. Внешне другое, и уроки выглядят по-другому. И мы боялись, что у детей это вот это вот чувство дискомфорта, оно забьет все остальное. Поэтому им было рассказано, в каком режиме мы будем работать. Вот в целом вот интерактивное обучение. Не через не цифровое интерактивное обучение, а через взаимодействие. То есть больше идет взаимодействие с участниками, какое-то продуктивное. Ну и, соответственно, вы знаете, дети, здесь есть и свои сложности. Вот как вы думаете, вот если мы собираемся работать в таком режиме, какие здесь будут сложности? Ну, кто-нибудь там скажет, а что если вот там Петров не будет работать над заданием, а в это время будет заниматься ерундой, а я потом должен буду отчитывать за группой? Ага, вот это нам надо учесть. А еще, а вот часто мы вот начинаем вместе в группах работать, и такой шум получается, что очень сложно вообще кого-то услышать. И так далее. То есть мы собираем какие-то проблемы, и давайте наш теперь сделаем проект- какой-то алгоритм, как мы должны вместе работать, подписный проект. чтобы не было вот этого, чтобы было вот это. Он более нового И поколения. вместе с детьми учитель, естественно, это все направляет, помогает формулировать или там цепляется за что-то, что он считает важным, и в итоге вот появляется что-то такое, да. Они сами формулируют, дети. Это очень важно, иначе это будет еще одно правило, которых у нас и так немало. И ценность этого в том, что, во-первых, это работает гораздо лучше, если это создано с детьми, если дети подписались под это сами. Вот. И, во-вторых, когда дети участвуют в создании, они понимают даже формулировки, что имеется в виду под этим квадратиком. Мы записали это вот так, но я помню, что речь шла вот не только вот об этом конкретно, но и в целом, то есть дети всю семантику всю понимают. Вот. И им чувство, и, кстати, это делается даже с началкой. Например, из началки, вот не как алгоритм, а как мне правильно читать. Посмотри на картинку, соотнеси ее со словом, приготовь свой род, произношение слова, ну и так далее. То есть в разных... да, то же самое вот в этой хорошколе делали персонал, это выглядит страшно. Там, я не помню про что, но там целая стена учительская занята каким-то бешеным алгоритмом, вот это меня уже пугает. Я не помню, на какой это была тема, но я увидел как какая-то микросхема огромная. Блокчейн называют, да? Вот это же? Дальше еще И один это- милый способ, который ничего не стоит, это создавать такие вот милые ритуалы, которые уникальны для нашего конкретного класса, для конкретного учителя. И единственное, что на это нужно понять, это вот мне как личности годится или нет. Для кого-то какие-то вещи более естественны, чем для других людей. То есть вот, например, я никогда, наверное, не смогу обучение через танцы, вот это все. Давайте станцуем, как двигается амеба. Вот это вот, я был на семинаре, но понял, что все, что я могу станцевать, это как лежит бактерия где-нибудь в мясном бульоне. Вот. Это экстремальный пример, но, так сказать, в порядке развлечения и разрядки тоже. Это учитель, он прозвучал там в новостях в Америке, значит, наверное, вы видели. Вот у учителя ритуалка, дети входят в класс, и вот каждый прежде чем войти в класс, они должны провести целый набор действий. Я не знаю, какая у него память кинестетическая, что он помнит для каждого ребенка, и там будет видно, что ребенок не выполнил какой-то па, и учитель его вернул из планеты. Да, это популярно очень. А есть такой же другой. Да, ну это, с моей точки зрения, экстремальный пример. Мне бы это заняло годы, я, наверное, не знаю, сколько бы это, разучил даже 2 таких движения. Но суть в том, что детям, ну, это что-то, еще какая-то мелочь, которая как бы ритуал, который создает чувство комфорта.
и одна из тех мелочей, понятно, что на этом это не волшебная палочка. Но вот один из этих вещей, который повысит ощущение комфорта ребенка и какой-то безопасности. И в том числе дальше, если мы вспомним пирамиду Маслоу, это что уважение ко мне как к уникальной личности. Ну вот такой милый пример. Опять же, это не панацея, я не призываю каждого это делать, но вот, например, директор нашей школы, и, наверное, многие из вас это тоже делают. Всегда, дождь ли, град ли, гроза ли, он всегда стоит у двери школы и встречает каждого ребенка, называет его по имени, с кем-то перешучивается, с кем-то что-то спрашивает, тут же заодно заходит иногда, если это маленькие родители, он какие-то быстренько вопросы с родителями решат. И вот Каждое утро? Каждое утро. У него был специальный даже зонтик. Это директор школы какой? Англо-американской, нет. Хорошколы тоже это делает. А сколько их людей этих? У нас была просто такая история. А можно вот убрать вот это вот, там что-то? Не покажи, То есть, скажи, когда покажи, к нам пришел тот директор школы, у нас шла речь о закрытии школы вообще, потому что она, ну, фактически частная, и падало количество детей каждый год. И он выступил с программной речью, мы будем работать с сообществом, мы будем ориентироваться на личности. Я помню, я математичке говорю коллеге, говорю, слушай, не выбрасывай, вот у тебя была на столе коробка там от учебников, она нам скоро пригодится собирать личные вещи и искать другое место. И за год, за 1,5 года с рекордно низкого у нас стало рекордно высокое количество детей. И вот из-за этой совокупности то, что нам казалось ерундой, надо... Скажи приблизительно разницу, вот было там... Было в хай-скуле с 9 по 12 класс у нас было 9 детей. Ну это ерунда, так, ага. Стало около 50 за 1,5 года. Вот для нас это очень много. 50 можно встретить и поздороваться. Когда у тебя 400, как правило, есть много завучей. То есть, например, в нашей московской школе 1400 детей. Вот в нашей петербургской 140, ровно здесь. Но там у каждой вот младшая школа, там средняя школа, старшая, тоже 9 по 12 класс у нас. Там есть свой директор, есть генеральный директор, есть вот эти директора отделов, как завучи, наверное, да, и, соответственно, дети видят их на входе. Но это школа не обязывает никого делать, но это одна из логичных вещей. Дальше еще один способ повысить вот эту вот предсказуемость среды, и параллельно это работает на более высокие потребности ребенка, но познавательные. Во многих отношениях полезно, не только в плане того, чтобы наша образовательная среда была предсказуема, делиться с детьми планами нашими учебными. Дети, что мы собираемся делать сегодня на уроке? Вот вы пришли, что мы хотим достичь в результате урока? Есть страны, в частности в Англии, если директор зашел к тебе на урок и не заявлена где-то в классе тема урока, нет, не тема, простите, цель урока, 3 таких раза и тебя увольняют. Дети имеют право знать, ради чего он собирается 40 минут своей жизни просидеть у вас в классе. К чему? Это самое мелкое, что здесь можно сказать. Да? По большому счету, если у меня есть цель, я с большей вероятностью буду к ней двигаться. Дети очень часто приходят к нам как некие пассивные объекты, ну наливайте у меня еще там свои пестики-тычинки, я как там вечером пытаюсь запомнить это все. Это вот кусок моего класса, у меня он зонирован, и вот эта доска, перед которой обычно прыгаю я. Рядом есть такая маленькая доска, где мы пишем цель этого урока, и в конце мы к ней обращаемся обычно. Ну что, дети, давайте проверим, используйте цифровые инструменты или даже эти билеты на выход, так называемые, раздаете детям маленькие бумажки и просите их ответить на этот самый вопрос своими словами. Чтобы выйти, они должны мне эту бумажку дать. Потом, если у меня есть время, я быстренько смотрю, там, чтобы хотя бы сам понимать, а достигли мы этой цели, она была нереалистична. Какой смысл будет двигаться с детьми дальше, если мы даже пройдут цель предыдущего урока не достигли. Я также делюсь с детьми, опять же, я не говорю, что это панацея, я не говорю, что надо делать так и никак по-другому. Это то, что вот я для себя в практике нашел очень полезно. Есть Google Drive, вы знаете, да, документы, которые не нужно ничего детям распечатывать, они имеют доступ к своему вот этому. И этот документ, текстовый файл, вы можете дать детям доступ к нему. Иногда просто для прочтения, если вы знаете, что этот ребенок не только зайдет, но что-нибудь испортит. Или для редактирования, если я знаю, что эта девочка не только зайдет, но она и допишет то, что забыл дописать я сам. То есть это становится такой живой документ. И здесь вот по дням недели, это именно что? 9 класс химия. Дни недели, у меня там 4 раза в неделю, и один из этих разов это сдвоенный урок для лабораторных. Какой вопрос мы будем разбирать на уроке? Примерно какое содержание у нас будет на уроке? Иногда ссылки на какие-то другие документы, иногда дополнительная домашняя работа там, и так далее. То есть
Это тоже ощущение, во-первых, дает ребенку, мы показываем, что мы его уважаем как учащегося, он наш партнер. Сопричастие процессу дает. Сопричастие, да. И он наш партнер, вот что я с тобой собираюсь делать. Если хочешь, давай поговорим, как мы можем это для тебя конкретно модифицировать. Если ты хочешь, ты всегда можешь двигаться вперед. Ну, это тоже отдельная тема. Но как минимум, просто показывая детям наши обычные планы уроков, мы даем им ощущение вот этой предсказуемости, что я не то, что ой, контроль нарисовался, или там что-нибудь такое. Если ребенок заболел, очень удобно. Это вещь. Если У нас ребенок маршрутные тут листы тоже масса делают, да. всего И полезного. ребенок приходит через 3 дня, он знает, что его спросят, и он не ответит. Он приблизительно. Это снимает кучу вопросов. У меня не было на этом уроке, я не знаю. Да. А где ты был? Где ты был? Вот у тебя У есть. тебя телефон потерялся? У тебя интернет отключили или что-нибудь такое? У вас, видите, в телефоне, а у нас это распечатано давали. Можно распечатать. Я начинал, когда я это начинал делать, я тоже распечатывал, потому что Google Drive еще не было, или я не знал. И точно так же, это уже тоже совершенно отдельная тема, в плане предсказуемости вообще всего процесса, мы даем детям критерии оценивания. Вот это одна из наших больших учебных задач, то, что мы хотим. И вот как это должно выглядеть на целевом уровне, на продвинутом уровне. Ну, например, если ты хочешь, в российском варианте, если ты хочешь сдавать вот этот ЕГЭ по биологии. Если не хочешь, ты можешь где-то вот здесь достаточно знать, что там это чем отличается язык, там, не знаю, и хорошо. И мы это делаем в плане «я могу», вот в стиле «я могу», чтобы это было языком ребенка. Так, если я вот тут, вот здесь эта учебная задача, как она формулируется курсом, а здесь, как это, вот я могу решить задачу на моногибридное скрещивание. Знаете, там черный кролик с белым кроликом там, и так далее. Я могу решить задачу уже с 3 разными признаками, или там, где неполное доминирование, и так далее, и так далее. То есть, А градация что значит? 2, 3. То есть уровни. Да, это мы не ставим Это не оценки. оценка. Да, это именно уровни. То есть это не двойка, тройка, 4, это уровень. Это я делал пример для хорошколы, это из той презентации. Они взяли себе цифры. В моей школе мы не используем цифры, чтобы не было вот этого Маш, а ты двойка. чуть больше коллеги, вот про хорошо надо чуть больше это или... Я чуть-чуть еще скажу дальше. Нет, То да, есть ты мы там используем- растёшь, мы ничего не знаем просто, извини, Паша, просто у нас нет этого, бедра нет. У меня есть там дырка. Есть про дырка. это. Дырка, ну что я могу... Вы видели, я старался. И к этим задачам тоже предсказуемости. можно предложить детям варианты. Вот, например, если ты хочешь сам двигаться в своем темпе, да, я часто работаю либо с детьми отстающими, либо чуть-чуть с детьми как бы талантливыми, а масса движется более-менее сама. Но для этого, конечно, много работы идет вот на это, на все. И вот сюда я добавил университетские задачи ради, так, просто для красоты, думаю, как вот красиво, здесь вот эта генетика, так хорошо, от примитивного до сложного можно. И накидал сюда этих задач, это просто ссылка, страница в учебнике и номер задач. Или, в раздатке, раздаточный файл и какая задача конкретно. И в конце второго урока ко мне подходит девочка и говорит: мистер Кириллов, вы не проверите тут вот эти задачи? Я решил, отправим мне, о боже мой. Я еще 20 минут сам сидел, решал задачу. Такие дети тоже бывают. Они, к сожалению, далеко не часто нам попадаются в каждом классе. Но тем не менее, они чувствуют, что они не плывут по течению. Но опять же, здесь я это показываю в плане того, что как минимум это показывает ребенку предсказуемость всего вот этого процесса. И показывает, что мы его уважаем как учащегося, как активного участника нашего образовательного процесса. А вот это как раз хорошкола. Здесь, помните, мы с вами еще пока на втором уровне, вот на этом вот. Мы говорим об ощущении безопасности. И я сделал 2 утверждения. Первое, что мы чувствуем себя безопаснее в образовательной среде, которая предсказуема до какой-то степени, которую могу читать и понимать. И школьная среда будет более безопасной, если вот разрушительные энергии детей направлять в мирное русло. Она не разрушительная, по большому-то счету, да, но вот часто она вот в это выливается. Драки, там вот эти всякие там эти сумасшедшие бега в коридоре, дети выплескивают энергию. Это некая экспериментальная школа. В Москве вообще бум вот этих вот негосударственных как бы экспериментальных школ. За только прошлый год там построили 3 огромные заново с нуля школы с совершенно уникальной такой образовательной средой. Вот за год открылось 3, там каждый больше, чем на 1000 детей. Это одна из них, ее построил именно Сбербанк.
не в последнюю очередь. Вот это потому прям что там- школа вот такая. Это школа. Я не имел никакого отношения к дизайну, ничему. Но с моей точки зрения, когда я там первый раз побывал, думаю, надо же, не стыдно. У нас очень часто, когда много денег, там гипсовые статуи какие-нибудь поставили, там какую-нибудь Невру, каких-нибудь богов, там познания или что-нибудь вот еще такое. Мрамором там отделают зал, типа там какой-то коробка здания, зато у них, значит, какой-то там Екатеринского дворца в стиле, значит, актовый зал. А здесь, ну, как бы не стыдно, это такое вот то, что сейчас думают, как должны выглядеть школы, вот там собрано много из этого. И Извини, пожалуйста, а классов нет, то есть как бы или что? классы Потому что там... я не очень, ты немножко про пространство скажи, ничего не понял. Ну, я Лестницы не хотел на вижу. этом много останавливаться, потому что мы-то здесь не строим школы. Но суть в том, что есть большой холл, где... внутри. Первое, это можно делать везде. Вот моя школа была построена типовым казарменным типом, длинный коридор и вот класс. Я не здесь работаю, в другом месте, старое здание. Но первое, с чего мы взялись, здесь это просто архитектура к этому располагает. В том, что в школе нет, ну за исключением, может быть, туалета, не должно быть мест, которые говорят, что здесь не идет обучение. Это вот не про учебу. Очень часто, я об этом тоже буду говорить позже, педагогика это здание, это кристаллизованная педагогика. То есть оно волей-неволей работает на нас или против нас. Вот эта тема, что у нас вот этот длинный коридор и класс, который мы обычно запираем, то есть вот мы себя с коллегами договорились, что все наши классы будут открытыми. И вот этому нашему директору, великому просветителю, какая-то ученица говорит, а что если будет шумно? Господи, слава Богу. Я, говорит, когда иду по школе, когда иду тройки, это мертвая тишина, она, говорит, меня угнетает. И на самом деле, да. И какой месседж, какое сообщение посылает это здание? Здесь у нас идет учеба, здесь пространство, где нет закона, где нет учебы. То есть, если вы пришли в школу, вы пришли учиться. Это первое. Второе. Особенно в современном мире обучение не происходит только класс, это не храм знаний. Это одно из мест обучения сейчас. Да? Соответственно, почему школе не быть вообще пространством, где в разных вариантах происходит обучение? Вот здесь попытались это реализовать, там есть места, где можно выплеснуть свою энергию, но кроме того, обратите внимание, здесь ребенок сидит и что-то делает сам. Это естественно, как и любую инновацию, вы не можете прийти в свою школу и сказать, так, дети, с завтрашнего дня, вот это, вот это, вот это, вот это. И 3 днями позже сказать, знаете, мы это попробовали, это все не работает, это все ерунда. Естественно, все надо делать потихонечку, планомерно, и вы удивитесь, что много из этого действительно работает даже с нашими детьми. И вот в этом Паша, плане а что вы сделали в школе? Вот вы говорите, вот в так вот, старой школе, казарменной, да. В старой школе мы, например, библиотека нашей школы, она находится в холле. Опять же, когда директор сказал, а что если дети украдут книгу? Господи, хоть кому-то понадобится эта книга. Кто-то обратит внимание. Да, то есть наши рекреации или вот эти вот коридоры из вот просто места, где дети разваливаются на... Обычно, опять же, если в школу появляются деньги, ставят шикарную кожаную мебель вот в школах, чтобы дети отдыхали. Вот. И обычно за диваном все равно меньше, чем детей, за это идет борьба. Вот у нас такое было. Мы поставили парты, мы поставили места разные, где можно сидеть, где можно валяться неформально. Вот эти, знаете, как называется, биндекс, такие кресла. Вот. И очень часто там та же девочка говорит, слушайте, я уже и так все поняла, а вы еще 20 минут будете это рассказывать. Можно я пойду и сама уже тут поработаю, попрактикуюсь? Да на здоровье. Может ли такое быть, что ребенок пошел и не будет работать? Может. Но все равно нужно пробовать, иначе дети никогда не научатся распоряжаться своей свободой. И на каждого такого ребенка, который будет филонить и халявить, будет еще 10, которые все равно либо сами будут работать, либо в порядке. Но это тоже работает, когда вот эта идея, что если ты пришел в школу, обучение может происходить везде и всегда. Важно, чтобы педагоги тоже, вот типа, я так это не мои дети, девчонки, платят какой-то, вы смотрели фильм «Очень плохая училка»? Надо, да? Нет, дурацкий довольно-таки фильм, но там очень хорошее начало, когда директор, она уходит из педколлектива, и директор такую речь говорит, что, ну как ему положено, прощается с ней, и он говорит, она всегда заботится о детях, а потом показывается реальность. Как она там идет мимо, и как эта девочка плачет, и, господи, это не из моего класса, и так проходит мимо. То есть, если я прохожу мимо и вижу, что там у детей, например, там урок английского, они сидят, и они отвлеклись от задачи, я тоже сделаю им замечание. Но они видят там, типа, ой, а что вы делаете, какое задание, закончили, нет, ну, как интересно. То есть, что дети видят, что им равнодушны, как педагоги, чтобы они понимали, что лишний раз
у них какая-то будет ответственность и отчетность. Паш, а вот можно все-таки вопрос, что вот смотри, вы сделали пуфики, вот это нам очень важный момент. Просто, может быть, мы простые вещи можем, вот библиотеку мы уже увидели. Есть еще какие-то такие идеи? Может быть, Ну, ты у можешь меня дать- дальше будут, давайте в конце презентации, потому что у меня еще много примеров на это. Но главное, мы отталкиваемся от идеи. Нам нужно, чтобы все школьное здание несло вот этот посыл. Здесь везде можно учиться. И учиться современно, то есть учение идет в группах. Я бы вот касаемо вот этих общих пространств, я бы отказался от идеи вот их пытаться украсить. То есть не надо их украшать с точки зрения Функционально, с точки украшения. зрения И работы. не надо, наверное, с моей точки зрения, украшать вот этими тоже, когда у школ появляются деньги, часто заказывают шикарные стенды. Вот, чтобы туда вот это красивые пластиковые вот эти все. Это все, оно такое шикарное, оно так дорого стоило, что потом поменять это, даже если... годами. Да, я же заплатил 100 тысяч. Страх пользоваться. Да, страх пользоваться, страх менять. Лучше пусть это криво-косо сделано детскими руками, и лишняя их причастность к этому процессу будет. И это пусть меняется, нам не жалко будет через 2 дня это все снять, и, там, либо выкинуть, поменять. пока дети не видят, если это их руками сделано. И зато поменять что-то новое, чтобы среда была одновременно предсказуемой и динамичной. Это еще не про хорошколу, это радикальная идея, да, но опять же место, где дети могут выплеснуть свою энергию. Это тоже из хорошколы, это я с их сайта снял, потому что у меня фотографии этого пространства нет. Я прошу только прощения, важно вот то, что там происходит сзади. Вот если там классы, там немного классов, есть так называемые хабы, и, ну, это радикальная идея довольно-таки, и пространство. То есть есть так научный хаб, это такое огромное вот там сзади помещение, оно многофункционально, там можно делать и химию, и физику, и в целом, да, в разных вариантах. Но на входе вот есть это пространство, которое не контролирует никакой конкретный учитель. Там есть вот эти разные научные модели. То есть детям что-то хочется трогать, это узнавать через взаимодействие с объектами. Это естественно. Чем младше ребенок, тем это больше проявляется. У нас, у взрослых людей такое тоже есть, но мы это учим контролировать. Тем больше школа нас все время там нет, в Эрмитаж какой-нибудь идешь, там не успеешь ты руку поднять, на ней уже 3 бабушки висят, а сейчас ты картина ждешь. И часть этих моделей была заказана. Там завкафедры естествознания, его диссертация там была по интерактивным моделям, то есть как раз часть делалась с детьми вместе. Типа вот это какой-то там. И, соответственно, когда более младшие дети проходят, ну, хочется им потрогать, пусть трогают, это все к тому и сделано. Заодно это лишние какие-то вопросы, дети задаются, дети начинают спорить, а почему происходит так. И это вот такое параллельное тоже происходит процесс обучения, здание, в данном случае ребенка тоже чего-то учат. Дальше еще одна тема, она сейчас довольно-таки модная и с каждым годом все больше получает распространение. Это так называемая сенсорная интеграция. То есть вот эта идея, чтобы насытить среду, образовательную среду разными, сейчас скажу, какими-то объектами, которые бы стимулировали разные органы чувств. И сейчас выясняется, что и многие проблемы в обучении, вот эти так называемые дети-непоседы, это не обязательно синдром гиперактивности, это рассогласование разных органов чувств. И выясняется, что иногда просто дав детям возможность там сидеть, вот что-то, знаете, вот эти дети, которые постоянно хватают, что-то падают, начинают поднимать, задевать кого-то, еще что-то падает и прочее. И там мы их выгоняем из класса или призываем к порядку, отчитываем, но что-то это не работает. И вот я прочитал статью однажды про это дело. Еще не было тогда вот этого термина красивой сенсорной интеграции, всей концепции. Я просто прочитал, это называется мячик куша, почему-то там по-английски, что вот кто-то даже измерял, что на сколько-то процентов улучшается эффективность образовательного процесса, даже если мы меряем традиционным способом, там сколько дети запомнили чего-то. И я разыскал эти мячики, значит, купил их, и я имел в голове 2 конкретных детей в моем классе. Но я забыл им их предложить и просто оставил на своем на столе и чего-то там отвлекся, приходят дети, и через какое-то время я возвращаюсь уже к классу и смотрю, что в руках, эти мячики в руках ровно тех детей, которых я имел в виду. Звезда нашла героя. Эти дети, вот они как-то вот увидели, нащупали. И вот, опять же, это не панацея. Панацея. Что они с ними делали-то? А ты просто сидишь их, манёшь, жмешь, они стимулируют тебе твою сенсорику и, в принципе, снижают стресс. А когда у меня снижен стресс,
Я, может, не 10 раз за урок отвлеку одноклассников, а 6. Все-таки на 40% повышение эффективности. Вот, есть специальные наборы, которые стоят кучу денег, а есть вот такие китайские игрушки, которые стоят копейки. И, в принципе, тут нужен тоже стандартная операционная процедура, то есть обсудить с ними: дети, я только за, я для вас это все купил, но давайте договоримся, что вот эти штуки не будут покидать мой класс, потому что пока я это не стал там устраивать терроризм, эти мои мячики, сколько бы их ни покупал, они расходились по школе, потому что понятно, что ребенку хочется выдержать с собой. В более радикальном... Извини, пожалуйста, но это учителя надо же еще научить, да, то есть у нас же проблема не столько в этом ребенке, который, вот я сейчас задачу перед собой ставлю, да, что, ладно, ребенок с удовольствием и найдет, как ты говоришь, звезда героя, да, а проблема другая, что учитель захочет ли это давать. Нет, а вы можете это сказать? Нет, а он может, вот чтобы особенно в младших классах, я считаю, что это реально снимает массу проблем. Запрос приходит, мы делаем такое, объясняем учителям. Психологическая служба Нет, конкретно ну что, работает. ну вот я просто понимаю, что у меня, ради бога, играйтесь там и там что хотите делайте, ну. Вот, Нет, но надо просто не то, что мы объясняем, для чего это надо, и объясняем, как это правильно делать. Либо есть дети, вот понятие активные дети, да, которые вот у него не написалось что-то ручкой, он развернулся и эту айгулю избил, не знаю как. Мы, вот, допустим, пример, мы ему разрешили вставать с парта, да, подходить к доске головой, рукой, пожалуйста, вот соскочил кухня айгулю, куда-нибудь в другое место шибани. Все, дети не смеются, дети привыкли, но он учит и себя контролировать, как мы говорим, ручки в кармашек. Но в то же время беседа с родителями еще со всеми остальными учителями, что ему дозволено это делать, иначе энергия пойдет в другое русло. Ныне мальчику 28 лет, он прекрасный тренер тэквондо, работает в школе. То есть вовремя мы его поймали. Нам, учителям, нужно готовое, быстрое, дешевое решение. Это если вот осваивать там что-то принципиально, но это сложно. Отдай мне эти мячики, что мне жалко, что ли, их использовать? Для чего? Некоторые учителя владеют этими навыками. Мотивирован к этому сам. Ну тут, Они... коллеги, даже если учитель никакими навыками не владеет, если ему просто сказать: слушай, попробуй, тебе это ничего не стоит, тебе не нужно не менять свою практику, там, не заполнять журнал, там, учета этого всего. Да? Попробуй. Ну, дети сами, дети, вот, которым вот меня поразило именно то, что я думал о этих детях, и это не то, что телепатически, а просто, что им это настолько естественным образом подходит, что они сами это все нашли. Пусть это где-то будет. И следующий инструмент, он, конечно, опасный, но работает. Это одухотворять этих самих детей, говорить им об их правах, что: слушай, ну вот ты мне жалуешься, я там классный руководитель в 9 классе, и вот там вот это. Говорю, так ты говорил с учителем? Нет, я боюсь. Я говорю: ну поговори, скажи, вот я вот такой, вот я искренне хочу учиться, ну вот не получается у меня вот это будет совершенно другой уровень. Ну и потом, если это не работает, я вплоть до того, что ну иди к директору тогда, ты имеешь право пожаловаться на этого учителя, или там поговори, а этот учитель не разрешит. Я говорю: ты его даже не спросил. Ты приди, спроси, можно я тоже приду с этим там шариком на урок, или можно я буду вот делать это таким образом. Ну, в начальной То есть школе дети надо сами нам передавать подсказывают. детям контроль. Они сами приносят эти шарики потихонечку. или свои какие-то игрушки для снятия стресса. Ну Им да. разрешают в начальной Да. школе, особенно в адаптации 1 класса. Вот лежит игрушечка на столе, все, да, пусть она стоит рядом с тобой. Ты можешь на перемене ей поиграть, потом обратно поставить и так далее. Да, излить душу там, или просто потрогать ее. Знаете, сенсорных сейчас очень много мягеньких Да. игрушек с этими Ну, шариками да, и да. всем У остальным. нас младший внук в школу пошел, не в школу, а в детский садик. И первый день его стали там укладывать, он не ожидал, что его будут укладывать спать в середине дня. Он разрыдался и сказал, что все, отвезите меня домой. Это он в США, значит, ходит в школу, в этот детский садик. И воспитательница сказала: а приходи-ка ты в следующий раз со своей игрушкой. Вот мы сходили, купили с ним игрушку, он, значит, пришел в обнимку с ней, и все, и теперь он укладывается, и все. Да. Это более сложный вариант, но тоже можно попытаться сделать это с детьми. Можно попытаться сделать это на уроках труда. Какие-то решить варианты, то есть то, где вот можно вот что-то там поиграть, наверное, лучше, конечно, для младших детей. Вот. Опять же, когда мы вкладываемся во что-то очень сложное и дорогое, это не всегда даже оправдано, потому что мы вложились, а вдруг это не пошло. Да. Ну и еще вот очень тоже сейчас такая большая тема, это то, что, скорее всего, стоит каких-то затрат, но оно и окупается. Это вот эти дети непоседы, у которых мозжечок, грубо говоря, генерирует больше импульсов, чем надо. И они бы и рады сосредоточиться на учебном материале и на том, что говорит учитель, но их нервная система перегружена импульсами из других отделов.
мозга. И одно из таких вот решений, это специальные Да, я тоже вчера говорила, что стулья, табуретки такие, у них основание как полусфера. Для того, чтобы на них сидеть, это не то, что ты постоянно там была, это не настолько сложно, но там включается твой вестибулярный аппарат слегка. И иногда для многих детей, не в клинических случаях, а вот в пограничных, таких все равно больше, чем клинических, да? Есть еще сидушки, их называют. Разные Такие, варианты. разные. Да, да, да. Есть просто подушки такие, которые на обычный стул кладутся, они гораздо дешевле. И я все думал, вот, там мне директор предложил, говорит, вот, давай я тебе куплю, сколько скажешь. И я все думал, ну надо посчитать, у меня вот в этом классе 1, в этом 2, значит надо 2 максимум. А потом, ну, говорю, слушай, купи мне 4 штуки, пусть вот они будут. Дети сами берут, когда им надо. Иногда даже я смотрю, коллеги ко мне приходят поболтать, смотрю-ка идет и берет именно этот стул. Вот, иногда это прописывают детям, приходит папа и говорит, доктор, спасибо, как мне теперь хорошо работать стало. Я себе тоже такой взял и лучшие результаты. Маме тоже помогает. А папы-то откуда они берутся? Они же тоже когда-то были детьми. Или вот эти вот шарики для мячики для пилатеса или для чего они там, тоже может быть такой вариант. Узнай, подожди, скажи, пожалуйста, вот Слушай, если... эти дорогущие, вот эти хоккей стул, Да? но если какой-то Дорогущие. вариант есть что-то сделать, да, вот эти Мячики тоже ничего. 800 сомов у нас. Главное понимать, что нам нужно, а Нет, под но это я- найти но инструмент. коллеги, но я не понимаю опять у нас в школе. Вот как мы ребенку, это должен опять психолог школьный, кто это должен ему разъяснить, что вот этому Васе надо, или там Джергал, сесть на этот мячик. Нет, вот как вы сказали, свободный Сами подход. находят. Хочешь, сядешь сам, да? Я к этому вернусь. Давайте покажем в 65-й Я к этому вернусь. школе, да, хотя бы. Как правило, чем сложнее система, мы знаем, тем ну, не биологическая, да, вот как бы любая другая, искусственная, мы создаем какие-то процессы, это человек, тем больше вариантов, что она провалится по непредвиденным обстоятельствам. Поэтому пытаться что-то заранее, это будет работа психолога, это будет делать Да. социальный. Это хорошо, но это далеко не всегда работает. По разным причинам, в том числе те, которые мы не контролируем. Лучше нам задать рамки, в которых будет максимальное количество степеней свободы. У нас есть выбор, у нас зонированный класс. У нас есть здесь там какой-нибудь стол повыше, где дети могут стоять. Здесь, где можно сидеть. Мы поработали с детьми и сказали, что дети, если вы чувствуете, что вам тяжеловато, пересядьте, или там встаньте, или уйдите сюда. Через какое-то время дети сами разберутся, что им лучше. Дети сами будут это делать. Конечно, мы им можем посоветовать. Тут уже либо классный руководитель, либо психолог. Вот. Ну, это тоже экстремальный вариант. Я хочу сказать, что я не призываю чего-то купить дорогущее, я просто показываю, что бывает даже и так. И это работает. Мама Рада, а что это такое? Это, знаешь, вот этот белый тренажер. Я думаю, что он еще может генерировать энергию для освещения, тут еще и устойчивое развитие. Как вариант, да? А там сидят тоже. Обратите внимание, что во многих, эти все примеры, разумеется, из западных школ в большинстве случаев, но во всех из них есть зонированность класса. Нет вот этого вот безликого универсального количества вот этих вот одинаковых парт. Мы понимаем, что дети к нам приходят все разного возраста, веса и так далее, но когда мы закупаем мебель, она всегда стандартная. И хорошо, если она хотя бы соответствует среднему ребенку в классе. То ногами болтаем. Это так же, как в самолете. Ну и В некоторых ты помещаешься, в некоторых... в самолете тебе хотя бы говорят, типа, если вам не нравится, вы всегда можете пересесть в бизнес-класс, доплатите 200 тысяч. Ваше удобство за ваши деньги. Я жаловался в Air France 2 года назад, говорю, почему я должен 2 часа в очереди стоять, чтобы зарегистрироваться на рейс. Они говорят, вы знаете, для пассажиров бизнес-класса она, может быть, у вас найдется достаточное количество миль вот этих вот, ну, типа, в общем, красиво послал. Тоже как вариант, опять же, зонирование, повыше стол, пониже стол. Есть обычные стулья, есть вот эти вот мячики, есть подушки, есть мягкий уголок, есть, вот, например, Менделеев, великий наш, Да-да, он любил. он любил вот это вот, где он напечатал первую версию периодической таблицы, он всегда работал стоя. Вот у него была такая привычка. А Дарвин работал, помню, сидя в кресле. А Черчилль лежа на диване. А Черчилль уже... То есть вот Дарвина такая конторочка была. В Советском Союзе был один проект, если вы помните, вот когда были учителя-новаторы. И они очень серьезно тогда доказали, что
некоторым детям прям нужно заниматься. Парты поэтому делали вот с подъемными и с опускающимися с крышками, потому что какое-то Помню, время название даже им какое-то есть, парк. да, какое-то время им нужно писать стоя, чтобы вот гиподинамии не было, а какое-то время сидя. И вот этот момент тоже разрешалось. И допустимо было, да. У нас проблема в российском образовании, одна из нескольких, это то, что у нас, в принципе, что ни возьми, у нас как Ну, минимум есть есть стандарт. одна школа, которая это уже давно делает и делает неплохо. Но если посмотреть на массу тысяч остальных школ, они как делали что-то в стиле 50-х, так и продолжают делать. Да. И проблема не в том, что это еще никто не знает и не умеет, а проблема в том, что почему-то это не переходит в массовую практику. Следующее, мы с вами обсудили вот эту вот потребность безопасности, потребность принадлежности любви. Следующий уровень, если мы обеспечили эту потребность, следующее, что нужно обеспечить, чтобы дети шикарно реализовывали свои познавательные эстетические функции, это вот эту потребность к причастности. Что я часть группы, часть общности, и там иногда выделяют отдельный уровень, потребность в уважении. Ну, кому-то нравится разделять, кому-то объединять. Это, опять же, это хорошкола, один из вариантов. Целая стена, куда дети приносят какие-то свои фотографии, часть из них она связана с жизнью Вот это что школы. я хочу. Расскажи, как это работает. Просто изначально в здании была запланирована единственная Как она будка, да, вот называется? эта вот. Стена. Сделай круглую стену, сделайте 55-й. Нет, Да, вообще как более дешевый она вариант это сделать несколько, вот в моем обозвала- классе, несколько полосок. Вот этот дурацкий коридор длинный, да? Как вы ее назвали? Я не знаю, как это Стена в школе причастности. называется. У меня там другая функция. Галерея. Да. Что-то Нет, галерея? ну смысл, что Или туда нужно поделись писать, что туда надо? Как-то она развивалась, стена голоса или как-то в То разных есть, местах. нет, я имею в виду концепту. Ты можешь сказать, что туда, вот что за фотографии, что дальше? Мы Ну, видим, что что это хочешь в фотография. пределах разумного. То есть, в принципе, Что у нас, хочешь. например, мы с классом съездили на экскурсию. Поделись, да? Я сфотографировал своих детей, здесь вот это вот висит. Дети проходят мимо, они, видят свои лица, нам всегда так приятно видеть свои лица. Селфи, вот эти все на этом и работают. И кроме того, там, типа, это не только на лицо, это я в школе, это создает вот это мелкое чувство причастности. Что вот здесь есть часть меня. Не только фамилия в журнале с двойками, но и на каком-то уровне моей жизни. Да? Моя жизнь отражается в жизни школы на физическом уровне. В каких-то местах, знаете, есть вот эта стена гласности, раньше называлась в старые времена, когда там может что-то где-то написать, просто пустая доска, и там вы можете написать что-то, в других местах делается, у меня в предыдущем месте работы, на дверях класса было дерево, и можно было взять листья, написать там на нем что-то пожелание, какое-то прилепить. Периодически там пускал листопад, скотч, А состарился. безопасность от травм, ну, там, не знаю, издевательства. Ну, это тоже целенаправленная работа школы. То есть, это То есть, если вдруг мы открыли все школы сразу, не подготовленным детям, это может быть ну, да, сложно. Вот. И даже если мы видим, что кто-то из детей использует это плохо, то мы должны аккуратно работать с этим ребенком, потому что дети, наша система построена так, что дети не знают, что делать со своей свободой. И как только, и кстати, вот в моей школе из 25 стран учатся дети, больше всего проблем у нас с русскими и с корейцами, из Южной Кореи. Потому что это две системы очень традиционные, и как только дети попадают в более как бы гуманную среду, они думают, что здесь нет правил. Вот, их нет на стенах, и на него не орет учитель. Значит, мне не надо учиться, раз на меня не орут, что меня друг учил. И я могу делать все, что хочу. И это вот... У нас 80 нас учитель бьет палкой, мне говорил, Ну, сейчас, может быть, палками там не бьют, но там еще более традиционно, чем вот в нашей школе. Да. Но зато как почитали учителей, приходят родители, они вот так вот кланяются, я с непривычки. Я кланяюсь, он еще ниже, мы закончили на полу. То есть одно из вариантов это предусмотреть в среде какие-то места, где ребенок может оставить часть себя. Фотографию, там, что-то написать, там, какую-нибудь бумажку к стене. Пусть пишут, что хотят. Единственное, что даже если они начнут писать неприличные вещи по первости. Ну, естественно, мы это сотрем, уберем, заставим ребенка убрать, но мы с ним на эту тему поговорим и скажем, тебе хочется жить в среде, где каждый пакостит, да? Это вот то, что... Это нормальный процесс воспитания, мы для этого там и нужны. Если бы они были идеальные дети, у нас не было бы работы. Другой еще вариант ощущение, повысить ощущение ребенка, вот, чувство причастности, это работать с их обратной связью.
Это может быть на очень, это иногда звучит так вот как бы настолько примитивно, что не заслужит внимания. Вообще спрашивать, ну как тебе сегодня урок? Как тебе в школе? Это кажется ерундой, и потом дети через несколько лет вспоминают, говорят, ой, вы знаете, я никогда не забуду свой первый день вот в этой вашей школе, и вы ко мне подошли, я вас не преподавал, а вы сказали, как у меня дела. Можно вопрос, пожалуйста? Вот я вспомнил недавнюю ситуацию на уроке, я как подросток пытаюсь сказать сейчас, да? И вот часто бывает спрашивают, ну на самом деле спрашивают, как вам урок? Но ты не можешь ответить объективно, потому что нету такой опции, что ты можешь сказать учителю, что вот что-то тебе здесь не понравилось. Потому что внутренне ты чувствуешь себя незащищенным. Безопасно. Тут есть два аспекта. Первый – это насколько ты умеешь давать обратную связь, да? В школах этого не учат. То есть отделить оценку личности учителя от того, что он конкретно сделал. Так же, как там, я могу сказать, ты плохой, я могу сказать, вот то, что ты сейчас сделал, оно не годится. Да? Это разные вещи. Естественным образом у детей нет этого навыка. С другой стороны, вот то, что ты говоришь, это культура школы, в которой школа должна целенаправленно работать. Если это в школе не принято, и вдруг ни с того ни с сего к тебе подошел учитель, спросил, ну как тебе мой урок, да я бы в такой школе, что от меня надо? Почему он меня ненавидит? Почему он спросил? Да, это? или еще что-нибудь. Почему он меня это спросил? Никто не спрашивает, а он спросил. Он никогда не спрашивал, а спросил. Сейчас, да. И прочее. Если, то есть постепенно, если школа над этим работает, это опять же тяжело представить, если ты никогда не был в такой атмосфере. В принципе, это вполне нормально, это работает, когда ты понимаешь, что это учитель, а не просто там твой дружбан. Но при этом у тебя с ним более-менее партнерские отношения. Ты можешь сказать, что да, это все там сложно, нет смысла говорить, интересно, спасибо, это ни о чем, да? Но вот для меня там 20 минут вашей лекции было слишком много, я хотел есть. Ну вот есть простые способы обратной связи, там бумажка на выход, да? Есть более продвинутые, я хотел сделать на них акцент сегодня, как что-то, что возможно более новое для вас. Это вот программа, которую мы использовали в самом начале, которая сканирует, это Plickr. Это может быть как обратная связь, может быть инструмент тестирования, что нам всегда очень актуально. И прелесть в том, что это дает вам мгновенную обратную связь. Вам, как учителю, будет легче подстроить свой образовательный процесс. Вы уже мгновенно поняли, на каком уровне находятся дети. Дети быстро поняли, где конкретно они. Все ли в порядке у меня, я могу двигаться дальше, или что-то не понял, а потом учитель, который работает над культурой школы, он подойдет и скажет, слушай, я заметил, что ты сегодня как-то не очень поработал, сложно тебе было, да, как я тебе могу помочь, в чем сложности? Попробуй-ка вот к Васе Иванову сходить, вот у него там было 10 из 10 или что-нибудь такое, пусть он тебе поможет. Мы очень много работаем над тем, чтобы детей завязать друг на друга. Вот эту индивидуализацию нам и не обеспечит как учителям, нас мало при любом раскладе и количестве детей в классе. Но завязывать детей друг на друга, это очень сильно помогает. Обучение сообщения. Да. Равный. Опять же, мы это делали постепенно. Невозможно завтра сказать, так, дети, начиная с сегодняшнего дня, вот ты там 3 отличницы, вы работаете с этими двоечниками. Это надо делать постепенно, индивидуально, но это складывается в систему. Вторая, вот две вот эти вот другие, это надстройки к современным PowerPoint. Вы вкладываете их, как я пытался, это часть вашей презентации. Если вы используете, там, показываете там лягушку какую-нибудь детям, там ее кишки и прочее, там, тут же там вы скажете, так, дети, вот эта часть, это какой орган? Это ваши же PowerPoint. Дети зашли со своих смартфонов, ответили, сказали, так, половина детей так и не узнали, что это селезенка. Или что там еще у лягушки может быть. Давайте еще раз к этому вернемся. Но они могут быть и простыми. Вот это мой коллега физик использует. А это уже будет эта презентация все равно. Мой коллега физик, он купил стаканчики одноразовые 3 разных цветов. И перед каждым ребенком, каждому дается набор. И в процессе его, он так более длинно всегда, у него такие лекции и прочее. Но в процессе, значит, там дети, если вы чувствуете, что вы теряете больного, поставьте красный стаканчик перед собой. Или там так, или он делает паузу, конкретно говорит, теперь поставили стаканчики в соответствии с вашим уровнем понимания. Или там, как вы себя чувствуете. Ну как это интегрировать? Если аккуратненько можешь выставить стаканчик, многим детям некомфортно, естественно, там типа, я не понял, смотрю, все поняли, один я дурак, я, скорее всего, не подниму руку, да?
и скажет, ну пойду домой, почитаю. страшно, что учитель тебе скажет, ну как ты можешь не понимать? Это же элементарно. И скажет то же самое, только громче и медленнее. Перед всеми, да. Да. Даже газетами. И вот это вот такой, опять же, это не работает сразу с первого урока, как и любой никакой инструмент. Его надо попытаться использовать честно, с открытым сердцем и с рефлексией, работает это или нет. Тогда это заработает. То есть это стоит копейки, Но зато это... и это, если только дети их не будут ломать, а дети их будут ломать, но даже если сломают, там, дети любят это разрисовывать или располосовывать на щели почему-то. В общем. Кроме того, это такая заметка на полях, раз мы говорили об обратной связи в плане формирования чувства причастности, это еще и мощнейший инструмент повышения в целом успешности обучения. Несколько лет назад вышла вот эта книга Джона Татти. Он сделал метаанализ метаанализов. То есть вот кто-то исследует, идет в класс и исследует эффективность какого-то метода обучения. Потом кто-то другой может взять кучу аналогичных исследований, сделанных, может быть, немножко разными методами, и привести их к общему знаменателю. Это называется метаанализ. То есть я не делаю исследование напрямую, я обобщаю исследовательские данные, тоже использую математический аппарат, а не просто абстрактно. Этот сказал, этот там это делал. И он провел метаанализ метаанализов, то есть с выборкой в десятки миллионов детей, то есть все, что в англоязычном мире было. И он привел это к очень такому симпатичному... На русском есть это Нет. книжка? Потом, естественно, это стало брендом, он уже стал... Это как бы больше такой научный текст. А это... как он называется? Visible Learning? Visible Learning. Visible, потому что он сделал такую шкалу. И он, кстати, пришел к поразительному выводу, что все, что мы делаем с детьми, практически любая инновация, она работает. Это вот типичное педагогическое исследование, если вы когда-нибудь читали. Вот здесь я не сказала, и у детей было 0% понимания, а здесь я вот это сказала, и у детей на 40% улучшилось. Просто потому что за год дети растут, мы работаем с детьми, у которых еще развивается мозг, они становятся к концу года немножко умнее, хотим мы этого или нет. И поэтому надо говорить о сильных инструментах, которые не просто там на 15% улучшают эффективность, а на 40%. Это значит, например, что за год обучения я получил 1,5 года результатов. И он проранжировал, там есть и прошкольная форма исследования, действительно ли там она помогает учителю, не помогает, калькуляторы против подсчета в уме, там все, что когда-то было исследовано, он пытался обобщить. Своевременная обратная связь, которую мы даем детям, находится на 3-м месте по мощности воздействия образовательного результата. Регулярная и своевременная обратная связь. Очень часто я... Это приоритет получается. Я говорил об обратной связи в контексте того, что это помогает ребенку чувствовать причастность к происходящему. Да? Но кроме того, это еще и мощный инструмент именно повышения эффективности вообще моей конечной цели работы. Здесь запланирован был интерактив. Это 3-й инструмент. Мы с вами использовали Plickr, мы с вами использовали Poll Everywhere. И сейчас я вас попрошу зайти вот на этот сайт. menti.com. Там появится маленькое окошко, там даже не нужно вписывать свое имя. Вы должны ввести в это окошко свой код. Мы не будем делать опять облако тегов, мы попробуем еще один инструмент визуализации. И каждый раз, когда ставишь какой-то опрос, ты можешь много несколько, ему присваивается уникальный код. То есть вот в этом классе вам там нужно будет вписать ответ. Пожалуйста, обсудите с партнером, как еще можно обеспечить сопричастность ребенка. И впишите его туда. Не одним словом, а предложением 2-3. Какие есть еще варианты сделать так, чтобы дети чувствовали себя больше причастными к происходящему в школе? И пусть это будет даже какая-то конкретная мелочь, это даже очень хорошо, мы соберем идеи. Вот смотрите, мы говорили, что 3-е это потребность причастности, как мы ее можем реализовывать. Давай детям обратную связь, давай им какую-то возможность на стенах что-то написать. Как еще мы можем делать так, чтобы дети чувствовали себя более причастными к этой школе, что это не просто какое-то здание, куда я хожу, а что это часть моей жизни. Что мы для этого делаем? Это сейчас мы отвечаем, да? Да. Благодарность. Ага, вот. Вот он здесь покатился. То есть у нас есть, например, доска почета, и дети, которые на ней появляются, они чувствуют, что да, это я часть этой школы, вот тут есть мое лицо. У нас есть объединение родителей. А может кто-то прокомментировать, как это способствует, что вы имели в виду?
как бы меняется между собой активно, и ребенок знает, что родители как бы с педагогами общаются, между собой. Сопричастны. Да, что есть какое-то взаимодействие. Если родители часто приходят в школу, даже в тесте тревожности есть такой пункт. Твоя мама часто участвует в мероприятиях, проводимых в Участие в школе? оформлении школы, то есть И оформление, и проведение вечеров, не каких-то просто там, мероприятий. допустим, покраски стен, да, Нет, залил, а именно вот давайте дети конкретное подумали, обучение. что запланировали ремонт этого вестибюля, что бы вы хотели здесь видеть. Занятия по профориентации, например, еще что-то такое. Очень часто родители в этом плане приглашают. Ну, если таким образом мы обеспечили вот этот уровень, и этот, мы наконец можем думать о том, чтобы, ну, мы всегда думаем параллельно обо всем этом, да, но наличие вот какой-то работы, которая обеспечивает физиологические потребности, насколько это в наших силах, потребность в безопасности, потребность в причастности группы, все это создает более надежную базу для обеспечения того, для чего школа и существует. Удовлетворение познавательных потребностей. Здесь вот в этом варианте вот познавательные, эстетические, они объединены в один уровень. Я попрошу вас ответить еще на один вопрос. Раз уж вы там в менте, это тот же самый инструмент. В какой среде нам интересно, пожалуйста, вот вы попадаете в какую-то среду, пусть это там, не знаю, музей или просто там чей-то дом. В какой предметной среде вам интересно находиться? Одним или двумя словами охарактеризуйте это, пожалуйста. Извините, это что-то связанное, допустим, природа, музей, что-то, или все-таки предмет какой-то, допустим, Вот. Нет, просто попасть в некую среду. Вот пошел в гостиницу. В какой-то ты смотришь, и тебя ничего не цепляет. Да. Мне неинтересно. Другой ты ходишь, оба-на, интересно. То есть кому-то будет интересно в любом холле, даже если он выкрашен в серый цвет и находится в подвале, да? Можно писать несколько слов, это, я думаю, даже будет более интересно. Там, если у вас есть несколько конкретных идей. Сера кофе это конкретное помещение, да? В смысле, как кафе какое-то? Сиера, тут за углом. А что именно? Какая характеристика именно этого кафе делает его интересным для вас? Видите, сенсорная насыщенность. Там не только визуально удовлетворяются какие-то чувства, да, но даже стимулируется обоняние. Кстати, иногда это используется, правда, я не знаю с точки зрения санитарной, вот эти запахи разные эфирными маслами, там типа апельсин стимулирует психоактивность. Нет, просто были эксперименты, связанные с тем, как запах влияет на запоминание, например, или на обучение. И пытались сделать немножко этими ароматическими лампами менять запах в классе, и даже если он пороговый, то есть я не вхожу там, о господи, как тут пахнет апельсином, а на пороговом уровне находится, уже стимулируется мозг. Тут только надо аккуратнее быть, потому что может с аллергией проблемы, потом не берешься. Ты про уровни-то скрыл, тут все знают пороговый, подпороговый. Ну, когда ты не входишь и не чувствуешь запах, но он есть. То есть он улавливается. Это допороговый, то есть не рефлексирует. Ну вот у нас появляется такой вот художественная галерея, нам интересно, но опять же галерея рознь, именно в какой конкретной галерее, или почему вот именно это кафе? В любом ли ночном клубе вам будет интересно, или там, где пляшут какие-нибудь барышни, или, прошу прощения за сексизм, может даже и юноши. Понятно, да. Это среда интерактивная, в любой ли среде вам будет интересно, если там есть ваши единомышленники, да? Если бы у нас было больше ответов, видите, у нас здесь нет ни одного, который повторяется. А у нас, получается, мы не можем отправить. Выскочило, да. Мы тут сидим вот втроем, они написали, что вы поменяли слайд. А вы попробуйте перезагрузить заново. Попробовали, а он это 391071 не набирает. А я думаю, набирает, потому что вот Тут 39, 10. Вы, наверное, не туда его поставили. А, это я, это наверное. А второй раз нет, вот эта рамочка вышла. Я говорю, думаю, что набирает и показывает, где набирает. Она вышла, эта рамочка, где нужно набирать. Я вот, начинаю сжимать, он говорит, спасибо за ответ. Когда вы начнете работать с классом, если вы захотите, первый раз или, может быть, еще несколько, у вас будут такие же проблемы, как у меня сейчас. Кто-то не сможет зайти и прочее. Но пусть это нас не смущает. Нет, конечно. Мы это попробуйте использовать как инструмент, но используйте это несколько раз.
Вот такая выходит у нас штука и все. Ну да, это нормально, там еще Потому что правильно ответил. Ну, ладно. Дальше я хотел следующую часть своей презентации поговорить об организации предметной среды в таком варианте, который бы стимулировал именно познавательную активность. До этого мы говорили о более базовых потребностях, но как мы можем создать нашу предметную образовательную среду так, чтобы она работала не только на это, но еще и на познавательные потребности. То, что вот Владимир говорил про то, что нам нужно попытаться сделать так, чтобы наша среда была креативной и воспитывала креативную личность. Я хочу процитировать вот одного из своих любимых авторов, Дэвид Орр. По-моему, он еще жив, по крайней мере, был жив год назад. Он такой экологический мыслитель, что ли, он преподаватель. И вот у него несколько из радикальных довольно-таки эссе. Вот на это конкретно я тут, оно есть в открытом доступе на английском языке. И он один из первых, еще, по-моему, в 90-х начал говорить о том, что здание, то есть очень часто здание само приходит в противоречие с тем, что вот мы проповедуем одно, а здание кричит детям или там взрослым совершенно другое. Я однажды поехал на семинар в Техас, где в какой-то университет, преподавание экологии или что-то такое был семинар, и в начале, значит, семинара нам с пафосом выдали, значит, кружки, потому что мы часто используем одноразовые стаканчики, вот, и это такой мусор, а мы тут за экологию, вот, пожалуйста, используйте вот эту вот пластиковую многоразовую кружечку. Вот, и поэтому в аудиториях было зверски холодно, это вот в Техасе на все время на это натыкаешься, и все приходили в жакетах, в шубах и так далее. Ну вот, и когда я спросил, говорю, слушайте, а почему здесь так холодно, это никому не нравится? Ну вот у нас так настроен кондиционер. Я говорю, представьте, сколько энергии тратится на то, чтобы когда на улице минус 40, вам охладить это, наверное, градус до 10, как будто мы какие-то рыбы, которые надо в магазин довести. На улице было зверски жарко, но в помещении настолько холодно, плюс 40, да, что... А я сказал минус? Нет, было жарко. То есть вот здание кричало полностью противоположная вещь тому, что вот заявлялось на словах. И часто мы это не отдаем себе в этом отчет, какие-то вещи сложились, но также подсознательно это улавливаем и мы сами, и дети. Вот он там продолжает, что как бы, он писал в своем старом здании, и потом он перестроил его в соответствии с теми идеями, которые вот он хотел, чтобы здание посылало. В частности, очистка воды идет практически на глазах в входе здания. Очистка сточных вод. Счетчики вот эти электрические, они выведены прямо тоже в центральном холле. Они показывают, сколько мы потребляем энергии и сколько мы производим, потому что здание само производит энергию. Это радикальный подход, радикальная идея, вряд ли мы это будем делать у себя, но вот кое-какие вещи стоит обратить внимание. Что наши здания часто бывают такие бездушные, и часто чуть-чуть переделав, из них можно сделать тюрьму, барак, казарму, магазин, что хочешь. Оно далеко не всегда работает на нас. Хотя если придать, как бы немножко над этим подумать, многое из того, что просто есть в нашем здании, оно будет делать какие-то вещи лучше, чем наши проповеди на уроках, и экономить нам время. Давайте попробуем посмотреть, вот какие вы здесь видите посылы вот в этом помещении. Это некий класс, наверное, в старшей школе. Лекционные, да, помещения. Ну да, вот видно отсюда какая-то философия образовательная, какой-то подход, что здесь важно, что здесь не важно. Самое главное лицо здесь не видно, но всем понятно, кто это. Это учитель. Важны ли здесь учащиеся? Совсем нет. Практически нет. Кто является, скорее всего, тут единственным источником знаний? Сделано ли это помещение так, чтобы хоть малейшее взаимодействие между детьми было можно осуществить? Если вопреки всему, да, вот Дмитрий Ковторадзе, я помню, в похожей аудитории на конференции по педагогической психологии как раз проводил какой-то интерактив между участниками, при этом чертыхался, что аудитория была совершенно для этого не приспособлена. Да. Здесь что мы видим? Ну, это вот такой типичненький какой-то холл, да, в нашей школе. Места обдуманные есть. Продуманные места. Для чего эти места? Во всяком случае, там есть скамейки какие-то, хотя бы посидеть можно. Тут хотя бы можно посидеть. Погреть спинку, потому что они как-то батареи. Да, батареи прям. А стимулирует ли это помещение познавательную какую-то активность? Нет. Скорее больница. Скорее всего нет. Это да, могло бы спокойно быть и в больнице, мы бы и не поняли. Тут какие-то висят цветочки. Это хорошо или плохо? Ну, хорошо, хоть какие-то есть. Вот тут цветочная горка стоит какая-то.
Ну вот это, мне кажется, из тех вариантов, когда вот есть четко обучение здесь, а здесь дети сидите, грейте. Ждите следующего года. Вот, да, я все-таки сторонник радикального подхода, как вот Чехов когда-то писал, если на стене висит ружье, значит, оно обязательно должно выстрелить. Если мы что-то вешаем на стену, ну хорошо, это красота и прочее, но красоту мы все умеем наводить, там здесь перекрасим, здесь статую поставим гипсовую, тут еще и цветочки какие-нибудь красивые. Но можно и лучше, как в той рекламе, но можно еще лучше. Давайте подумаем, как все, что мы привносим, будет работать не только на красоту, но одновременно и на познавательный интерес. И стимулировать детей задавать какие-то вопросы, искать какие-то ответы, что-то спорить и обсуждать. Так, ладно. Вот это просто некий класс. Что здесь мы видим в этой среде? Стимулирует ли она взаимодействие между учащимися? Или, по крайней мере, возможно ли оно там? Возможно. Видим ли мы, что здесь какая-то попытка сделана индивидуальные особенности учесть? А как вы это знаете? Там отдельно ребенок сидит. Может быть, они сидят на буквах. В принципе, можно предположить, что кто-то может сидеть на партах, кто-то может пойти читать на ковре. Сидеть, в общем, ничего плохого, главное, чтобы дети читали, да? Возможно, им удобно в такой позе воспринимать информацию. Может быть, им удобно. Есть ли какие-то попытки чувства причастности к этому помещению детей сформировать? Конечно. Все, по-моему, с интересом. Работает ли это здание в помещении на какое-то воспитание самостоятельности? Обратите внимание, вот они, классные ресурсы, зоны свободы. зонирование. Есть какие-то ресурсы, то есть ребенок знает, скорее всего, что ему если что-то нужно, он встанет, подойдет, возьмет. Свободное Это мелочь, общение, но она способствует воспитанию свободы, ответственности. Сам учитель раскрепощен и видом своим показывает, что и дети в этом занятии тоже свободны. Как по помещению подготовительного класса, да? Ну, какой-то, да, младший класс, там тоже есть зоны, вот читаем мы здесь попытка такой симулировать какое-то домашнее помещение, чтобы такой подсознательный посыл был, что читать вообще-то мы можем и дома. Вообще-то мы читаем дома. Сейчас я вас учу в классе, но в принципе вот такой намек, что это дома. Чтение — это то, что можно делать дома в том числе. Что мы здесь видим? Сделано ли, как вы думаете, это класс или это не класс? Наверное, холл. Это холл. Но могут ли здесь дети сидеть? Сравним этот холл вот с этим. Понятно, что здесь просто, наверное, Он и темный, понятно. Здесь понятно, что победнее, попроще, но здесь, мне кажется, не была даже сделана попытка сделать посыл, что холл — это не класс, но и здесь мы учимся. И мы это приветствуем. Мы здесь учимся не вопреки, но нам здесь школа создала условия, чтобы если мы захотели друг друга подучить, там, помочь домашним заданиям, встретиться, там, не знаю, какой-то несколько детей берут курс по выбору, вот они это могут сделать здесь, и это нормально. Дальше, если фантазировать и привлекать технологию к вопросу, вот там, допустим, о цветах и статуях, теперь вот давайте помечтаем. Представьте, что в ваших руках оказалось волшебное стекло некое, которое позволяет заговорить любым же неживым объектам, увидеть их прошлое, заглянуть в их тайную жизнь. Вот как было бы здорово, почти Гарри Поттер. Стоит какая-нибудь статуя, опять же, там Афина Паллада. И вдруг она начинает мне рассказывать о себе. Вот классно бы было, как вы думаете? Конечно. Есть ли у нас такие волшебные стекла? Теперь есть, коллеги. И это волшебное стекло называется смартфон. Только нам нужно соединить неживой объект с какой-то технологией, которая уже есть в смартфонах. И более того, это практически ничего не стоит. Есть вот система, которая называется QR-код. Это просто таким образом представленная ссылка на страницу в интернете. Скорее всего, в интернете уже есть куча роликов про Афину Палладу. В Ютубе или где-нибудь еще. Про что угодно. Наберите любой случайный бред, и вы знаете, что про него уже сделано 20 видео. Чтобы нам не пришло в голову. Все, что нам нужно сделать, найти это видео, сгенерировать QR-код, распечатать его и приделать к этому объекту. Ну и может быть потом рассказать детям, что дети вообще-то, вот если вам больше интересно узнать про этот хлорофитум,
или там про эту вот конкретную лилию, вот, сканируете этот код, и на телефоне ребенка появляется это самое видео. Это подход, который позволяет нам тоже насытить среду. Мы можем делать это более-менее целенаправленно, как какие-то игры, вот квесты, там мы можем вынести это на школьный участок, или вот эти экологические тропы, которые мы когда-то очень любили, не знаю, сейчас у вас популярны или нет. Но сделать их чуть-чуть современнее. Любой объект, который нас висит, у нас не просто монстера какая-нибудь там растение стоит в углу, или вот этот драцена. Но если на ней есть какой-то код, а что такого в этой драцене замечательного? Иногда мы такое делаем у себя в школе, и еще там у меня 3 вопроса недели, там, и те, кто первый ответит на эти вопросы, их нужно, ответы там, они находятся в каких-то видео, он получает там сертификат на 1/4 мороженого. У нас мороженое очень популярное в столовой продают, но оно стоит 100 рублей, и каждому ребенку я не могу его покупать за каждый самый. Я придумал такую систему, я им даю сертификат на 1/10 мороженого, на 1/20. И когда они наберут на 1 целую единицу, они могут обменять это за мой счет в столовой. Я их раздал, наверное, несколько сотен, но, по-моему, за все это время 2 или 3 ребенка смогли получить мороженое, потому что они не могут, они без права передачи эти сертификаты. Но вот этот павловский элемент здесь действует, это подкрепление, никто еще не отменял условные рефлексы. А? Ну, сертификаты тоже красивые, приятно, что тебе что-то дали, оно как-то связано, это вторичный, по-моему, стимул У называется. нас в Эврике была масленичная неделя, и перед празднованием Маслицы проходит лотерея. Она называется беспроигрышная, но для участия в ней нужно набрать 15 пятерок за неделю. 15, представляете, там, в начальной школе, в среднем звене. И мы, значит, сидим, психологи выдаем этот лотерейный билет, потом этот лотерейный билет может вытащить отметку, 5 за четверть. То есть дети как бы не догадываются, да, что если ты умеешь получить 15 пятерок за неделю, тебе ничего не стоит получить 5 за четверть. Но выиграть ее, понимаете, в лотерее масличной, это совсем другое, как ваше 1/4 мороженое. Они все бегут, 2 недели несут нам эти пятерки и получают. И если кто-то по физкультуре получил 5 за четверть, столько счастья, вы даже себе не представляете. Ну, на 4 это за какие-то большие подвиги, так в основном не 1/20, 1/10 в ходу. Так, да, вот оно. Вот тот же самый творческий подход. Неплохой проект тоже, например, у меня висел муляж кишечника в классе. И, просто висит он через какое-то время, вы сами знаете, что это становится частью обстановки, и ребенок, входящий в класс, его мозг его просто не замечает. Это уже, он выключен из чего-то, в нем нет эффекта новизны. И я попросил, какой-то конючий ко мне ходил мальчик, значит, ему нужна была дополнительная оценка, но мы против в школе, чтобы, приди помой там мне класс или там сделай какую-нибудь дополнительную ерунду, которая никакого отношения не имеет к стандартам. Я говорю, давай посмотрим, за какую тему у тебя была низкая оценка. В общем, он в каждой части вот этого модели кишечника, она довольно-таки подробная, нашел какие-то видео, сделал несколько презентаций к тем, что отсутствовало, и снабдил его QR-кодом. То есть теперь дети могут эти все муляжи леща там, или что у нас еще есть в шкафах, в принципе, не сказать, что все прямо все время бегают, но, по крайней мере, это для кого-то это проект. Создать эту историю, а для кого-то это потом может быть просто, кто-то может быть потребителем. Вещи могут говорить теперь с детьми, рассказывать о себе. И в том числе что угодно, там в экологическом плане и прочее. Поэтому это, в принципе, можно сделать и с растениями. Если мы выбираем, например, растения, в школу, то давайте подберем растения с какими-то адаптациями, с какими-нибудь интересными там особенностями. Почему этого растения красные пятна на листьях? Наверняка же есть какой-то адаптационный смысл в этом, да? Почему у этой драцены такой... Нету красных пятен. А я не про пятна. Я хотел спросить, почему у нее будет потом толстый ствол, когда она вырастет через 3 года? Потому что у драцены красных пятен нет, и в этом тоже есть какой-то смысл. В этом тоже есть смысл, да. Хотим знать все. Почему у нее отпадают? А мы тоже хотим знать, Паша. Активность повысилась, да? Почему у нее только наверху листья, а внизу вот этот голый ствол? Нам бы, как учителям, очень хотелось, чтобы дети все время задавали себе эти вопросы и в идеале сами бы находили ответы. Мы для этого и работаем. Должно. Вопрос тут тоже очень большой, который, скорее всего, каждый из нас себе задает. Все это хорошо и красиво, QR-коды, пликры. А как мне в этом разобраться, если я цифровой иммигрант? Для меня это, или еще с термином цифровой динозавр. То есть наши дети они родились в этом, для них это естественная жизнь. Мы все-таки туда пришельцы.
какие есть варианты здесь, коллеги? Все это, вот поднимите руку, если вас это так пугает, вот эти новые технологии, и вы думаете, что вы не справитесь. Или, по крайней мере, вы потратите... Вот у нас только один частный человек есть. 2. Вот. И это то, что нас Миша. останавливает даже начать. Мы еще даже не попробовали, вот на это посмотрели, и уже так, ой, ну это не для меня, я в этом 0 и так далее. Это точно Да, для ну первое, что это либо не для меня, либо, ну я, наверное, попробую, когда у меня будет свободное время. А свободного времени все равно никогда не будет. Поэтому Мы уже начали. есть тут ответ, который работает в 95% случаев. Рецепт универсальный. А? Брать и пробовать. Брать и пробовать самому. Но у меня нет времени, у меня там 25 уроков в неделю, плюс классное руководство, плюс там тетради на проверку и прочее. Давайте отдадим это на откуп кому? Самим детям. И они вам это все сделают с большим удовольствием и лучше вас. Это то, что мы делали, ну, это я не автор этих рисунков, это часть нашей презентации для Сколково. Когда-то с коллегами мы участвовали, Microsoft объявил конкурс концепций инновационных школ, и вот мы вошли в 5. Наша концепция, в общем, получила высокую оценку. Концепция чего? Школы Сколково, вот там планировалась школа. Я говорил про это. Да. И потом чудесным образом 4 конкурирующие другие команды объединились в одну, как это по-русски, и победили, потому что кто-то там за ними уже стоял. Вот. Ну, может быть, наша действительно была слабее. Всегда легче сказать, что кто-то там против тебя сыграл. То есть мы тоже пытались подумать о том, как вот в образовательные пространства школы каждый из них будет... Вот это здание тоже учитель, вот этот тезис, который можно прямо написать. Еще вариант, который вот тоже некая часть такое? образовательной среды, которая вот мы сделали это в школе. Изначально у меня это был проект с детьми, как у меня был курсик по выбору с 8-классниками. И как раз возникла проблема, Миша, в я 5 вот классе такое был хочу. аквариум с черепашками. Дети любили их кормить. Это было их там, у них даже в программе есть, как позаботиться о зверюшке какой-то там, не помню к чему это было. В общем, кто-то улиток заводил. В общем, учительница завела черепашек. Дети их любили, но черепашки эти портят воду. Да, в 3 минуты. Они такие фабрики по производству экскрементов, что это страшно. И дети любили это кормить, но совершенно не любили вот это все частоты убирать. И вот у нас срослось, у нас был курс экодизайн, просто курс по выбору, как вот развлекательный наполовину, и мы решили сделать систему, которая бы эту воду очищала более-менее. Вот, и мы сымитировали, как раз прочитал я книжку. А есть эта разработка или нет? Вот, чтобы мы такое Есть техзадание на ее разработку, потому что мы их стали дорого это клепать. стоит? И, в принципе, ты заказываешь 4 аквариума с дырками, Ага. некую помпу ручную, потому что механическое это все. Ну, собственно, и все. И дальше все остальное это уже надстройки. Но идея в том, что Миш, здесь мы давайте вот моделируем такое разные сделаем. экосистемы и моделируем элементы цикла азота. То есть вот эти все Ну то, что я вот рассказал, да. мочевина или что там в черепахе, в том числе, она постепенно превращается в N2, улетучивается. Вот, большую часть всего это делается микроорганизмами, которые мы не видим. Но часто они живут на корнях растений, тут вот это все видно. Можно много чего здесь придумывать и добавлять. Это вот до того, как сюда переехала библиотека, это стояло рядом с моим классом. И параллельно мы пытались смоделировать как бы экосистему, как подобие экосистемы, которая еще может использоваться человеком. И в частности здесь уже вместо черепашек мы выращивали рыбу, карп. Да. Часть воды проходила, здесь не видно, росли какие-то у нас укроп или там салат, не помню, девочка сажала. Вот. И здесь параллельно был вермикомпостер, мы его увеличили потом, калифорнийские эти черви. Да, черви. Да, часть отходов, то есть идея в том, что отход это ресурс, идея зеленой экономики, которую мы пытались продемонстрировать каким-то образом. И большая часть моего курса экологии, она была там. Маленькие дети идут, там рядом был кабинет рисования, они что-то смотрят, им интересно, они начинают спорить. Они начинают друг с другом спорить, они смотрят на плакат, который шел здесь постарше, а вот ты видишь, здесь же написано вот это, так что ты не прав, а ты прав. То есть это демонстрирует собой некую сложную идею, что в зеленой экономике, циклической экономике отход это ресурс. Вот, пожалуйста, ты сюда кладешь банановую кожуру, потом червяки рано или поздно пожирают, мы червяками кормим рыбу, рыба становится едой. Мы замыкаем Безотходная жизнь. Да. И цикличная экономика довольно-таки абстрактная идея для взрослых.
уж тем более для детей, но есть способы, как это показать. Это не панацея, опять же, это просто пример, что это не просто аквариум, как для красоты, который можно поставить. Он эстетически, конечно, не так хорош, как вот профессиональный аквариум. Но он несет в себе не только образовательную нагрузку тем, что вот он просто там есть и демонстрирует что-то собой. Его можно использовать как живую лабораторию. То есть у меня практически в каждом классе дети так или иначе это используют. У нас, например, в Петербурге водоемы большей частью замерзшие вот в течение учебного года. Когда ты изучаешь там качество воды и прочую эвтрофикацию, мы берем вот отсюда. Туда мы выливаем периодически из разных водоемов пробы, чтобы обогащать микрофлору. Иногда попадают какие-то личинки стрекозы, пожирают тут губки, популяция падает. В общем, все, что там происходит, это некая жизнь, которую мы пытаемся объяснить и изучить. Да. Популяционные волны, да, и там падеж кота периодически бывает. Там какие-то растения у нас никогда не приживаются, дети уже 5 поколений этих детей за 5 лет. Пытался объяснить, почему у нас не растет водяной гиацинт, который идеально чистит воду. Вот он там используется. Подобная система, кстати, используется промышленно в некоторых странах, но не для огромных городов, а вот для небольших поселений или там отдельных колледжей, где вот финальный этап происходит в оранжерее. То есть на входе в систему мы не кормим этих рыбок ничем, кроме как они должны сами, как хорошая собака кормит себя сама, кроме как вот отходы, которые идут только на корм рыбы, червяки. Остальное все здесь, экосистема, все производит сама. Вплоть до того, что летом я забыл, что я в мае купил туда каких-то раков. И вспомнил про них только в октябре, потому что я думал, что там был пустой аквариум, я собирался сливать воду, и вдруг оттуда вылезает рак. Он там прожил, да. Ну, небольшой вот такой, а там какие-то тропические раки. Это вот из водоканала они делали более подробный плакат, который объясняет, как это все работает. Это класс эксперименты еще там, да? Но мы это используем и в курсе экологии, и там вот где только можно, чтобы тоже это было. Ну и вот, это уже ближе к завершению. Я хочу, опять же, я люблю иногда помечтать. И вот когда-то давно я наткнулся на 2 цитаты, которые меня вдохновили именно тем, что это не очередной учитель, а глава государства или какая-то крупная. Что образование для устойчивого развития, оно должно рассматриваться не просто как надстройка в программе, а реориентация всего образовательного процесса. И эта презентация уже у вас будет. А это вообще Тони Блэр, премьер-министр Великобритании бывший. Вот, мне кажется, он уловил именно саму идею вот того, что мы пытаемся делать именно в образовании для устойчивого развития. Нам не нужно про него очередной раз рассказывать. Мы детям про очень многое рассказываем, очень мало показываем. И еще меньше демонстрируем в своей реальной практике. Ее попробовать. То есть они будут видеть его и существовать в этом процессе, в живом, непрерывно обучающемся месте, которое позволит увидеть, что же означает устойчивый образ жизни. И вот, когда мы думаем об образовательной среде, в идеале мы могли бы представить себе, как это сработает вот на эту потребность ребенка, как вот на эту потребность. Понятно, что прежде всего нам нужно сделать ее здоровой, чтобы дети не заражались, не отравлялись. Но все, что происходит дальше, давайте думать, как это будет стимулировать ребенка учиться. Только там очень много опасностей было. А здесь еще и но зато это повышало их мотивацию. Да, мотивацию. Но здесь вот надо как-то двух зайцев уметь. Да, здесь несколько литературы. Вот эту книжку скопировали уже в биоме, а это 2 гиперссылки. Это книга моей жены, вот второе издание, то, что я вот показал. Она в сети находится. Там просто есть глава про образовательную среду. Она была сделана для детских центров, эта глава, то многое актуально и для школ. И это тоже классик в целом про образовательную среду. Я просто думал, что, может быть, будет полезно, раз мы про это разговариваем. Да.